хочется, чтобы видеть, как эфир идет. Так, реклама. Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Как меня слышно, как меня видно, как нас видно, как нас слышно. Прекрасно слышно, прекрасно и видно. Так, отлично. Так, на сегодняшнем стрим у меня в гостях Хусейн Исханов, которого вы знаете, который давал интервью, я брал интервью у него. Сегодня мы вместе совместно проведем этот стрим. И вы можете задавать Хусейну Исханову, мне вопросы, и будем потихонечку отвечать. Так, то, что меня не видно, там чуть-чуть то, что меня видно, ничего страшного. Эрау, что ты цитируешься. Поэтому приступим. Так, ассаламу алейкум, дядь Аслан, дядь Хусейн, ва алейкум салам, супер Батман. Ва алейкум ассалам. Так, можете потихонечку задавать вопросы. Стрим, дебаты Зеленского и Порошенко мы не смотрели, были заняты другими делами, обязательно сегодня или завтра посмотрим. Поэтому будем сегодня говорить про другие вещи. Так, мне, наверное, кажется, этот свет лучше убрать, да? Потому что отражается. Так, вы можете задавать вопросы Хусейну, будем потихонечку отвечать. Хусейн Исхан, депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия и полковник, да, если вооруженных сил Чеченской Республики. Сейчас я выключу этот свет, отражается. Так, салам дух масара луш, салам маршал дух масарга. Салам, масарга, салам маршал, добрый вечер всем, кто говорит по-русски, кто по-чеченски, ассалам алейкум. В общем, мы в вашем, распоряжении. Да, слушаем вас. Привет, добрый вечер Аслану, Хусейну и всем, кто смотрит. Добрый вечер, добрый вечер. Хусейн, скажите. Так, Хусейн, скажите, сейчас я буду считать отсюда. Хусейн, скажите, есть последовательный план у нас по признанию геноцида нашего народа со стороны Российской Федерации? И скоро ли мы обретем свободу? Ну, по поводу геноцида есть, если, наверное, многие знают, что в 2004 году Европарламент принял акт геноцида по 1944 году, да. Признал актом геноцид 1944 года. И это является такой отправной точкой, где, это, конечно, не признание самого геноцида, в форме резолюции. Да, резолюция Европарламента. Остальную работу мы должны делать сами. Мы должны, все мы, люди, которые хотят иметь свободу и независимость, должны обращаться грамотно, писать какие-то бумаги, обращаться от имени каких-то неправительственных организаций, может быть, от правительства. От правительства, в принципе, уже обращались, но еще помощь должна исходить от неправительственных организаций, обращаться во все инстанции, в парламенте, государства, где люди живут, в каких странах живут. Эти люди должны обращаться с просьбой признать геноцид 1944 года. Если мы добьемся признания 1944 года геноцида, то уже нынешний геноцид, который за эти две войны над нами учинили Российская Федерация, нам будет легче доказать и легче, чтобы его признали. Но первый шаг, который мы сегодня должны сделать, это именно добиться признания 1944 года.
Да, мы понимаем, что не все готовы признать наш геноцид, потому что Россия еще страшная, там большая, агрессивная, поэтому надо добиваться, чтобы искать какие-то государства, которые ну, не подконтрольны, что ли, России, или недосягаемые до Да-да. их ракеты. И вот делать эту работу. Эта работа сама по себе не будет однозначно вестись, это мы должны делать. Никто добровольно, бесплатно или там по доброй воле, да, или из каких-то других соображений, никто ничего не признает. Тем более, если мы сами не делаем, Да, тем более, что рядом может кто-то и встанет. Да, конечно, Но мы должны да. сами делать. И там продолжение вопроса, скоро ли мы приобретем свободу? Ну, я думаю, что свобода, она, в принципе, временно, вот у нас отобранная свобода, это мы тоже должны всегда говорить, что мы в оккупации, да? Временно. Оккупация временно. Оккупация не бывает вечной, как мы знаем из истории любых стран, да? Если взять Вторую мировую войну, вы знаете, сколько ну, сейчас мы в Германии находимся, да, и вот эта Германия сколько стран оккупировала, да? И там Советский Союз оккупировал другую, советские, ну, сделали как бы просоветские социалистические страны. И что с этим стало, мы сегодня можем наблюдать. Вот если кто помнит, людей более старшего возраста, карту, политическую карту мира, да, времен Советского Союза. Вот если вы на нее посмотрите, даже можете в интернете посмотреть, вся вот эта Европа была, за исключением там Италии, там нескольких Швеции и прочей, Норвегии, там еще нескольких стран, она была, в принципе, вся красная, да? Красная от социализма, от переизбытка социализма. От крови. Да, и вот подошло время, когда Советский Союз рухнул, и все эти народы освободились, все страны освободились, так же, как от фашизма освободились, так и от социализма, да, и мы вот в такой стадии ожидания. Но ожидание не должно быть пассивным, да, мы должны Конечно. усиленно, засучив рукава, работать на победу. Это не обозначает, что там работать, то как вот подумать, что такое надо делать, да, чтобы придвинуть эту победу. Это надо информационно прорвать, информационную блокаду. Первым делом, да, что мы должны делать, во-первых, ну, здесь на этом уровне каких-то государств, и во-вторых, я просто из примера знаю, что наша подрастающая молодежь в районе 24-летнего возраста, да, сегодняшняя, ну, до 30 лет, то есть они совершенно, можно сказать, там 90% абсолютно не знают ничего ни про войну, ни про депортацию 1944 года. То есть эту сторону мы тоже должны освещать. Мы должны рассказывать, что произошло. Совершенно. Так, следующего. Эдуард Мамедов. Салам, что вы думаете об Ирине Хакамаде? Ну, Ирина Хакамада когда-то, конечно, она была такая боевая депутат парламента, я помню ее в те времена, но я как-то потерял из виду ее сегодня, я не знаю, чем она занимается. В последнее время не слышно. Не слышно, да. Супер Батман, дядь Хусейн, как здоровье у вас? Очень рад видеть вас. Так, потерялся вопрос. Ну, здоровье, не жалуемся, по крайней мере, хорошее. Очень много узнал о вашем народе благодаря видеороликам, где дядя Аслан берет у вас интервью. Ну вот для этого и прорываем потихонечку информацию своими силами, так что присоединяйтесь к этой. Здесь, вот живя здесь в Европе, ну, мы понимаем, я, например, в частности тоже общаюсь, я живу в Австрии вообще-то сам, и общаюсь с австрийцами довольно часто и так, на нормальном уровне, и я вижу, что австрийцы абсолютно не информированы о нашей ситуации. Вот даже какой-то пример, в прошлом году и в этом году тоже мы проводили вечер 23 февраля, посвященный депортации, Дню депортации. Ну, пришли очень много гостей, и мы проводили вечер в администрации одного из районов Вены. Это достаточно серьезное мероприятие было, куда пришли около 300, наверное, больше 300 людей, да, посетителей. Да, я помню. Да, и там было очень много австрийцев. И все австрийцы, фактически, кого я знал или не знал, с кем я там разговаривал, они говорили, что мы о депортации 1944 года впервые слышим. Да. Вот это факт, который мы должны убрать,
чтобы И не было вы очень правильно сделали, Хусейн, когда попросили детей рассказать историю своих дедов, бабушек, которые выселяли. И эти дети на немецком языке, которые тут живут, которые хорошо знают немецкий язык, рассказали присутствующей публике, каждый рассказал историю своего дедушки, бабушки, которые пережили геноцид 1944 года. И фильм там еще мы да, сделали. и фильм сделали, да, и австрийцы некоторые плакали, Да. были потрясены этим. Это был такой очень умный, грамотный такой ход с вашей стороны. И это как бы пример для подражания еще. В каждой стране, в каждом городе Да. любой человек может провести такого рода мероприятия. Мы не- Если да. мы можем помочь, Да. посоветовать. Мы не знаем языки, да, но наши дети, Дети, да. внуки, они знают язык. Можно рассказать ему, чтобы он изложил это на бумаге, рассказал это все, и потом это собрать этих детей. Можно не только вот собрать там аудиторию, рассказать. Можно эти ролики делать, например, ребенок на немецком языке рассказывает или на французском, на каком-нибудь. И это все скомпоновать в несколько детей и выложить это в сеть. И это было бы очень замечательно. Кстати, хорошая была идея. Так, Хусейн, Я дальше. хотел бы еще, просто вот пока мы этой темы коснулись, да, не упустить момент, потому что важно, да, важно, почему на языке народов, где мы проживаем, рассказывать об этом. Это важно не только для граждан этой страны, да, там Германии, Австрии, там, Франции, Да. а важно, потому что наши дети уже не знают ни русского языка, вот сейчас мы говорим по-русски, да, Да. наши дети, которые выросли здесь, они не понимают, о чем мы говорим. Да. Это тоже большая проблема. Им для этих детей, они чеченский язык тоже очень плохо знают. Да, Это да. тоже мы должны учитывать. И для них нужно делать тоже передачи на языке, вот на немецком языке, на французском, Чтобы на они английском, чтобы они понимали, о чем речь идет. Но это мы, Конечно. я думаю, в дальнейшем попытаемся или делать эти ролики субтитры, или переводы, что-то такое, надо какой-то путь найти. Да, совершенно верно. Так, пенек московский. Хусейн, борьба за независимость требует, кроме воинов, еще и финансирования. Кто-то в этом плане нас может поддержать или может создать фонд, куда простые люди будут скидывать материальную помощь? Ну, об этом тоже я думаю, что надо будет, хотим мы, не хотим, если мы хотим иметь свое государство, если хотим мы иметь свободу, то мы должны хотеть иметь деньги. Потому что бесплатно только и то не бывает, хотя говорят, в мышеловке сыр бесплатно, но и то его надо покупать, чтобы туда положить, да? И поэтому все, что для свободы делается, да, вот свобода, или за нее надо платить огромной кровью, да, или большими деньгами. Другого варианта получить свободу нету. Да. Поэтому мы четко должны осознать, то, что мы делаем вот на бытовом уровне, это такой уровень бытовой остается. Если же мы хотим получить свободу и быстро, да, мы должны заниматься политикой, мы должны подтягивать молодежь к этому делу, мы должны вот из числа, например, этих людей, которые сегодня нас смотрят, тоже смотреть, кто там грамотный, кто там умеет хорошо разговаривать, язык знает, да, работать с ОБСЕ, работать с другими международными организациями. Мы можем помочь им в этом деле, познакомить и куда-то послать или что там сказать, объяснить. Поэтому фонд обязательно нужен. Без денег мы ничего не сделаем. Там есть еще вариант, да, кто-то может, например, у кого-то есть какая-то фирма, да, или магазин там, или какие-то машины, я не знаю, там кто-то с чем занимается. И эти люди могут, например, часть своего дохода, она, в принципе, здесь в Европе, если ты даешь на благотворительность деньги, да, то они не облагаются налогами. Это тоже нужно учитывать. И исходя из этого, люди могут помочь вот, не в ущерб себе даже. Так, Эдуард Мамедов задонатил, Баркала, Мансур задонатил, Баркала, Пенек Московский задонатил, тоже Баркала. Хусейн, были ли вы знакомы с Гейдаром Джемалем и как вы относитесь к его деятельности, к деятельности прошедшей? Ну, к сожалению, я не был лично с ним знаком. Ну, как отношусь? Я вообще, честно говоря, в последнее время очень настороженно отношусь к людям, которые очень много говорят о религии, потому что, несмотря на всю прелесть ислама, прелесть религии, мы знаем, что ее используют люди, Манипулируют сознанием, и
И беда, это последняя беда, которая случилась, да, это манипуляция, это Сирия, да, Да. это, видим, началось с Чеченской республики, мы из-за этого потеряли фактически временно, да, там, контроль над своей территорией. Да. Тоже в какой-то мере эти люди способствовали тому, чтобы все это дело так обернулось. Поэтому здесь я не могу оценивать, потому что я не очень знаком с его этими вещами, хотя он говорил какие-то смелые вещи, я какие-то вещи, конечно, слушал его, приятно было слушать, видно, что человек подкован в этом деле, но куда это ведет потом, не могу сказать. Так, Жорж Харрисон, ассаламу алейкум. Хусейн, как вы прокомментируете то, что нынешние власти оккупированной Чечни, я дополню, апеллируют на то, что Аслан Масхадов получал пенсии, пособия, зарплаты от Российской Федерации, и являлось ли это зависимостью от Российской Федерации? Ну, вот что такое пенсионный фонд? Да? Человек в советское время, кто жил и работал в Советском Союзе, работал на Советский Союз. Да, отчислял на пенсионный фонд деньги. Да? Россия после развала Советского Союза стала правоприемницей. Естественно, все полномочия, все договоренности, все акты, да, подакты там разные, она взяла на себя в том числе и выплату пенсионных денег. Независимо, где пенсионер оказался, в Литве, там, где-то в Латвии, Узбекистане, Украине, российский пенсионный фонд обязан был выплачивать точно так же, как и чеченцам, которые работали в советское время. Тут ничего такого нету. Это очень хорошо, что они манипулируют этим. Нет, конечно, манипулируют. А потом, когда, вы помните, когда Ельцин, там такой период был, Чечне 700 там, миллионов, что такое, деньги ему передали. А черт его знает, куда они делись. Когда с Масхадовым они стояли. Президент страны такой огромный, когда такие вещи говорит, да, но явно видно же, что это специально делается для провокации, для того, чтобы людей там как-то списывать деньги, зарабатывать. Вот я еще вот по пенсионному фонду, да, я как свидетель, очевидец этих дел, когда я жил дома еще там в Грозном, вот что интересно, да, когда после Первой войны, когда мы освободили город Грозный, провели выборы и так далее, то есть вокруг Чечни, да, в Дагестане, Нальчике, везде давали пенсии, выдавали. В Чечне не выдавали пенсии, потому что пенсионный фонд не перечислял. И главное, в Москве тоже не выдавали. Вот что интересно, в Москве огромные очереди, показывают по телевидению центральном очереди, люди падают в обморок, старики, не могут получить деньги. А рядом в Дагестане дают пенсию, Кабардино-Балкарии, там рядом дают, и люди наши идут, там получают пенсию, им тоже разрешают получать пенсию рядом в республике. Для того, чтобы потом сказать, вот видите, мы же вам дали, вот там же дают пенсию, а в Чечне почему не дают? Да, знаешь, Масхадов съел их. Да. Вот. Манипуляция. Да, манипуляция. Поэтому здесь все понятно в этом деле. Так, Баннарт, вопрос. Интернет будет в России другой с 1 ноября? Вас больше не увидим, не услышим. Ну, я думаю, что это очень сложный вопрос. Интернет, и как он в России, как может быть интернет, когда вся электроника, вся это не совсем не российская, абсолютно никакого изобретения российского там нету. Я не думаю, что... Еще есть эти VP-адреса, обходить там какие-то... Да, я не думаю, что в нынешней ситуации это возможно, во-первых, да. Во-вторых, я думаю, как только они интернет отключат, сразу залетит какой-нибудь космос-корабль с этим Wi-Fi и будет на весь мир бесплатный интернет. Это тоже не проблема сейчас. Да. Так, Пенек Московский задонатил, дался Адоль, Пенек, ты там 2-3 человека у вас кто донатит. Ну, это не важно. Любят родину. Да, и не все чеченцы. Я имею, если вы хотите, чтобы вопрос был увиден, то хотя бы 1 рубль, если там сколько минимального там есть, отправляйте, чтобы потом не было обид, что мы не прочитали ваш вопрос. Так, Пенек Московский. Я воспитываю своих сыновей, не давая им забыть всю боль нашего народа. Хусейн, живу я в Российской Федерации, как отсюда помочь нашему общему делу? На сегодня, конечно, каких-то рецептов я не могу выдать, потому что безопасность прежде всего для России, для тех людей, которые живут там в Российской Федерации. Мы это прекрасно понимаем, мы от вас многого не требуем.
Главное, чтобы ваши дети были воспитаны в правильном русле. Вот это, я думаю, на Правду до них сегодняшний... доносить. Да, это, я думаю, главное, потому что мы, дети из депортации, кто я там родился в Казахстане в 1956 году, и когда мы приехали в Чечню, ну, нас тоже там болванили, пионеры, комсомольцы, там, коммунисты, кем мы только не были в то время. Я просто вспоминаю эти Как раз сегодня обсуждали это да, с вами. вот вспоминаю эти линейки, там, ветки с кострами, там, прочие вещи. То есть Ленин, да, живее всех живых, Ленин был, все эти дела были, но нам внутри, да, где-то родители, где-то потихоньку говорили, что это ложь все. И слава Богу, что не говорили нам и не сделали из нас настоящих манкуртов, да. Пришло время, вот мы стали теми, кем мы стали. Да, Хотя нас воспитали для другого дела совершенно. Поэтому здесь важно не упустить этот момент. Да, главное, какую бы пропаганду не вели они, мнение родителей, оно авторитетно. Конечно. Сказал два слова ребенку, и этот ребенок уже знает, как себя держать. Дома обязательно должен быть флаг Ичкерии, Да, конечно. если, чтобы все это сохранялось. Так, перейдем дальше к вопросам. Инженер-конструктор Хусейн, какая ситуация у наших беженцев на польско-белорусской границе? Что делается для них? Ой, вопрос, конечно, очень сложный, да, Очень, потому да, что важный. там никакого изменения на польской границе белорусской нету, потому что в 2004 году, когда я пересекал эту границу, была точно такая же ситуация. Ее иногда накаляют, расслабляют, там очень маленький контрольно-пропускной пункт, который может перерабатывать там 4-5 семей всего, да, там надо документы заполнять, отпечатки пальцев, большая процедура. И поэтому всех остальных людей, которые там накапливаются, но они берут там с маленькими детьми в первую очередь пропускают, больных там каких-то, да. То есть они не могут или не хотят, может быть, ну, не знаю, не могут пропустить 100 человек в день. И поэтому вот такая ситуация. Там. Помимо этого, я вот сегодня смотрел этот ролик последний, да, кто-то пытается пройти быстро, да, и дает деньги. Вот я как раз да, этот вот вопрос задал. Это такое зло, которое потом обернется для всех боком. Если мы научим пограничников брать деньги, то потом уже... Уже говорят, есть человек, да? который по звонку говорит, Да. я этого пропущу, я этого не пропущу. И уже расписаны очередя, у кого есть 1200 евро заплатить, видимо, только какая-то определенная смена берет взятки польских пограничников. И вот именно под эту смену подстраиваются люди, и уже там до мая, до июня уже расписаны очереди и платят 1200 евро с человека. Да. И бывает 5-6 человек, семья, где-то это до 10 тысяч евро, да, там 7-8 тысяч евро платит человек. И что остальные практически не имеют шансов уже, потому что уже проплаченные проходят вперед. Вот у меня был случай в моей жизни, да, это дело такое принципиальное, дать или не дать деньги, от тебя же зависит. Конечно. Насильно никто тебя не берет. Вот у нас была квартира, ну это после развала Советского Союза, в 1992 году я вернулся из Волгоградской области, я там жил, работал. И вот, чтобы быть полезным своему народу, я решил оттуда вернуться. И потом мы меняли квартиру, и с Волгоградской напрямую не нашли обмен, мы поменяли на Тульскую область, потом с Тульской области, потом на Грозный, на Березке, ну такая целая цепочка, да. И та квартира, которая в Тульской области, мне попала 10% от этого какого-то фонда, там я сейчас уже райисполкомовский 10%. В общем, какой-то полусекретный завод построил дом, 10% отдал вот этим райисполкому, и они раздали. 10% от дома. От дома, да. Да, ну так делается. Да, делалось. Но печати, которые в документах стояли, он был 10% написан, там все, райисполком выделил эту квартиру каким-то людям, потом они с нами обменяли ее. Я приехал в Грозный, отдаю вот этот ордер, обменный ордер, и там сидел один старый, ну такой ингуш, такой, ну, помню его просто, лысый такой, обрызглый, взяточник. И он мне говорит, вот у тебя там печати не хватает. Это уже в Грозном? В Грозном, да, это Тульская область, где Грозный, где, да. Он говорит, печати не хватает. Я ему объясняю, слушай, там никакой печати не надо. Это 10% фонд, ты же знаешь, что ты не прав. Нет, печать нужна туда-сюда. Он говорит, хорошо, я говорю, нужна печать. Я иду в прокуратуру, я говорю ему,
я тебе никаких денег не дам, все равно, да, что бы ты там ни говорил, я иду в прокуратуру, на тебя жалуюсь, говорю, что ты взяточник и что ты с меня требуешь незаконно. Ну иди, он говорит. Ну я пошел в прокуратуру и объясняю им. Тот прокурор звонит этому по телефону, там на тебя кто-то пришел жаловаться, говорит, и все. Ну там все это повязано было. Да, мафия. И потом я тогда что делаю? Еду в Тульскую область, да, иду к этому заводу секретному, да, полусекретному. Там нахожу эту секретаршу, ей отдаю этот ордер. Я говорю, пожалуйста, ты можешь мне сюда печать поставить? Она говорит, нет, не могу, но там это 10%. Я говорю, я знаю, но там не знают. У меня вымогают деньги, я не хочу им дать. То есть я это на дорогу потратил больше денег, чем бы я ему дал, да. Но из принципа я ему не дал эти деньги. Мне поставили печать, я принес, отдал бумаги и говорю, на тебе, давай быстро мне законно выдай мой ордер. То есть я это к чему говорю? На этой границе, да, людям надо просто передать, родственники, у кого там кто-то идет, чтобы ни в коем случае не давали деньги. Если вы остановите это дело, оно просто остановится автоматически. И человек, который собирает деньги, ему там можно просто по ушам надавать, да, и выгнать его туда, и все. Вся проблема решится сразу. Но если вы будете давать деньги, завтра придется 2 раза больше давать. Да, И совершенно. всем причем что. Надо будет тогда этот вопрос поднять еще, Да. обсудить, чтобы привлечь внимание и польских властей. У нас там И в Ичкерии есть представитель, по-моему. там есть, да, и в Польше есть представители, у нас есть связи в самой Белоруссии, мы можем, есть там правозащитные организации, к которым мы можем обратиться с этим вопросом, чтобы они на стороне Белоруссии тоже контролировали это дело, да? Да, Там да. же не только со стороны Польши и со стороны Белоруссии то же самое происходит. Да, ну Белоруссия не берет, польские Польша, пограничники да, надо берут. тогда И, Польшу. видимо, там одна смена, потому что они там какие-то дни распределяют. И надо это тоже будет выяснить. Если есть у кого-то информация, можете присылать. Ну, более точно, конечно, надо информацию, чтобы не было голословно. Там Да, у вас конечно. кто-то берет, именно когда что-то делаешь, надо там, не знаю, по фамилии или там как-то Да. кому дал, чего дал, чтобы не было. Там Так, сейчас. Пенек Московский задонатил. Хусейн, прокомментируйте события Ингушетии, пожалуйста. Ну, я, честно говоря, вот не хочу комментировать, да, и почему. Вопрос, то, что происходит в Ингушетии, ну, чисто провокация, да, на мой взгляд, там людей провоцируют. Я эту ситуацию видел в 1973 году, когда ингуши в городе Грозно в 1973 году проводили огромную, там почти месяц стояла демонстрация на площади Ленина в городе Грозном с требованием вернуть пригородный район. И довольно жесткие требования были, там обком, райком всех долой, там вернуть нашу землю. То есть закончилось это, да, вся вот это вот с 1973 года. Этих людей в декабре месяце обливали холодной водой, была зима, мороз, подогнали советские войска в то время, да, и дубинками били, там, палками, не знаю, чем они били, обливали водой, забрали этих людей, часть людей не вернулась вообще, посадили людей много, то есть они просто пострадали ни за что, да, и землю не вернули, самое главное. Ну, сейчас больше вопрос не за землю стоит, хоть не хотите это обсуждать, Да. но стоит вопрос, что Евкуров полностью узурпировал власть, никаких прав уже ингушей не осталось, и как бы вообще ни о чем их не спрашивают. Ну, во-первых, Это не только Евкуров, конечно. Да, это вот такая ситуация. Это Там был, Путин, до него путинский режим. был, да, Зязиков был, до него тоже недовольство было, потом его заменили на Евкурова. То есть там проблема, просто надо ингушам тоже понять, так же, как и чеченцам, да, что у нас, у чеченцев, проблема не в Кадырове. Да. У ингушев проблема не в этом Евкурове, да, потому что у них Евкуровых и Кадыровых целая очередь там стоит. Да. У москвичей не в У Собянине. москвичей, да. И поэтому здесь просто акцентироваться на человеке, который на должности, который одним росчерком пера, да, как в Дагестане Сидоров взяли, там Магомадова убрали, И Васильева. и Васильева поставили, и все. И нам поставят И тоже. И в Ингушетии поставят. поставят. Да. То есть там проблема не решение проблемы совсем в другом аспекте. Кремль. Виной всему Кремль и власть российская, которая
Преступный позволяет. путинский режим. Конечно, да. Вот то, что каждый делает то, что ему позволяет делать, вот и все, коротко говоря. Так, Беркан С. Ну, он говорит, Аслан, как можно получить паспорт Ичкерии? Я его переименовал, потому что вы этим тоже занимаетесь, этим вопросом. Да, паспорт Ичкерии, да. Паспорт Ичкерии, например, если гражданин другой страны, да, не чеченец, но имеется в виду не то, что не чеченец. Да, мне, кстати, спрашивают и не иностран- граждане чеченцы, да, иностранные иностранцы. граждане должны написать. На Чечен пресс есть бланки, и должны заполнить бланки. И, например, мы с тобой можем кого-нибудь порекомендовать, написать для него... Два человека должно Да, быть. два человека, Ага. ну, чтобы его... Кстати, мне задавали вопрос, я не смог на него Да. ответить как-то. Вот мы можем рекомендовать, Мгм. что этому человеку он достоин за какие-то заслуги и так далее, что он такой порядочный. И Поручиться, короче. поручиться ему. Вот Мгм. поручительство надо написать. Потом там есть другие бланки, заполнить эти бланки, фамилия, имя, отчество и так далее. И представители, если, например, кто в Германии живет, есть у нас в Берлине представитель Чеченской Республики Ичкерия Исмаилов Умар. Умар Исмаилов, Вот да. выходите с ним на связь, и даете ему эти бумаги, и дальше он уже дальше делает Да, с ними работу. Я под этим видео помещу координаты Умара Исмаилова, кто хочет связаться для того, чтобы получить паспорт, можно будет от него получить и консультацию, и помощь в получении паспорта. Можете у меня тоже. Или вот Хусейн, да. И Тоже с тогда удовольствием любому помогу. да, вот тогда я твои данные Да, тоже да, там да. помещу. Да, да. Хорошо тогда. Так. Так, ассаламу алейкум, Аслан. Сауқ лерми ваш Хусейн. Аллаху алш дуэльшу. Вох тира яката. Алейкум салам. Алейкум салам. Аллаху бақут вулюэль бог. Авайдинас бе. Амин, амин. Так. Так, согласен, камеру надо чуть-чуть отодвинуть, говорит. Рекомендует нам. Мы с тобой слишком... Большие. Да. Пугаем. Наши лица не помещаются в экран. Да, это... Хорошо кормит. Да. Так. Так, ищем вопрос. Все ассаламу алейкум, у всех ва алейкум салам, у всех пожелания хорошие. Эдуард Мамедов, Аслан, вы бы могли организовать продажу символики? Да, Эдуард Мамедов, я об этом думал, это как бы было бы очень полезно. Надо наладить вот контакт, если кто-то возьмется из вас, из зрителей, который мог бы найти место, где они изготавливаются, да, там с Китая ее возят разную сегодня, ну чтобы там недорого, с Украины я знаю, что возили. Востребованные флаги Ичкерии, например. Флаги, Очень значки, значки, там, которые гербы, пиджак. да. Такие Настольные да, флажки, настольные, большие это флажки. востребовано. Это было бы, конечно, очень хорошо, и для развития канала была бы какая-то подспорье. Конечно. И это хорошая идея, Эдуард Мамедов. Кстати, если кто-то из вас захочет мне в этом помочь, например, там eBay, по-моему, есть возможность приобретать их, заказывать, я бы начал бы, и потом после этого, также, кстати, можно было бы там поощрять зрителей, например, подарки, да, какие-то там выдавать. Это тоже было бы очень хорошо. Не гражданам Ичкерии, которые активны и там помогают нашей стране, делают что-то для нашей деоккупации, можно было бы также рекомендовать стать поручителями, чтобы и они получили паспорт Ичкерии. Но это все будем делать, это хорошая идея, будем развивать ее. Роб Мамади, я немного опоздал на эфир, как получить паспорт во Франции? Ну, во Франции то же самое, там есть, конечно, представители, но я опять-таки рекомендую лучше, которые реально что-то можно делать, обращайтесь по этому вопросу к Умару, в Германии, в Берлине. Да, я напишу и Хусейна, Да. и Умара. Кому можно будет обратиться, получить? WhatsApp можно будет, да? Или Да, e-mail? Ну, WhatsApp, там нужно... Просто могут быть и не другие тоже. Нет, это мы будем проверять, конечно, просто всем подряд... Я имею в виду, доставать могут
А? Хотя можно заблокировать, Да, доставать ну, просто. это ничего страшного нет. Мы тут ничего ни у кого, я всегда говорю, мы ничего не украли, да, Да, и да. нам не от кого прятаться. Поэтому здесь... Это твоя фраза была решающая в моем понимании, если честно. Я подумал, я реально ничего не Да, украл. ну, кого-то. Почему я должен от кого-то скрывать свое лицо? Ипполит Матвеевич, Хусейн, что посоветуете людям, которые остаются на оккупированной территории и в сердцах которых теплится Ичкерия? Хотелось бы от вас услышать слова поддержки. Вот я сам был до 2004 года, в 2004 году я выехал из Чеченской республики Ичкерия, я как депутат парламента, меня вообще парламент снарядил как бы заниматься здесь политикой, но я думал, что, конечно, перевернутый город здесь, да, но когда я приехал, увидел, что без языка, без знания языка ты ничего не можешь делать, Да, да. без получения позитива тоже ничего не можешь делать. Ну, до тех пор, пока я там жил на территории Чеченской Республики, я, конечно, там делал все, что возможно для ускорения победы, да. Ну, на сегодняшний день я понимаю, что реально ничего там невозможно сделать. Сегодня мы уже воевать не должны и кого-то убивать тоже не должны. Все это надо перевести в политическое русло. Юридическое Да? русло. Юридическое, да. И вот здесь как-то делать. И все, кто живет дома, просто веру, сохраните веру, да, в то, что это когда-то кончится, все Конечно, когда-то кончается. Все плохое кончается, как и хорошее, кстати, тоже. Ну, есть у Виктора Гюго, есть вот произведение, по-моему, человек, который смеется, там есть одна фраза, да, каждый подъем вознаграждается спуском. Да. Вот сейчас мы вот такой страшный подъем, мы карабкаемся наверх, но Будет придет легче. один день, когда пойдет спуск. Да. Так, Дудаев Гуард, если использовать наши природные ресурсы, с умом мы будем богаты, каждый гражданин, это не вопрос, каждый гражданин Чирии говорит. Так. Ну, здесь тоже вот надо посмотреть, да, вот насчет природных ресурсов, да, не надо на них циклиться, да, потому что мы живем вот в европейских странах, в которых ничего нету, да. Вот Австрию взять, откуда я приехал, там тоже никакой нефти нету, газа не все покупают. Там есть зато мозги, да, вот мозгами можно все сделать, мозгами. Вот возьмите, например, вот этими электроникой, которыми мы сегодня с вами общаемся, айфоны там и прочие эти дела, вот надо чем заниматься, вот к этому надо стремиться. Да. Вот этот iPhone, бюджет вот этой фирмы, да, больше, чем бюджет России там, и многих стран, да, вот это надо заниматься, а не природными ресурсами. Природные ресурсы надо сохранять, это природа. Без нее мы сами погибнем потом. Да. Так, Супер Батман, дядя Хусейн, что скажете о Саже Умалатовой? Она всегда выступает с пророссийской и просоветской позицией. Старая коммунистка, можно сказать. Сажа Умалатова, ну, видимо, вот этот совок, да, который в то время, да, попал как-то неправильно ей. Вот он сохранился, к сожалению, уже нету Советского Союза, нету коммунистического режима. Ну, надо просто понять, что его нету, и все. Но они хотят восстановить. Ну, как его восстановишь? Ну, это надо опять войну, опять там... Ну, они хотят. Басмачей, там, таких всяких белых, красных завести, и потом их уничтожать. Они хотят, да, но хотеть не вредно, в принципе. Но я думаю, что это бесполезное занятие. Поезд давным-давно ушел, и Сажа уже тоже как бы не молодая девушка, которая была в то время. Так, Маждада не поддерживает. Маждада задает вопрос. Ответьте, пожалуйста, на один вопрос. В мире 1 миллиард 600 миллионов мусульман. Из этого числа за 2 войны более 20-25 добровольцев, и ни одна мусульманская страна не поддержала. Может, займемся своей многострадальной родиной? Не 20-25, а где-то около 50, по словам Индербиева было. Да, ну, я видел этих людей, они приезжали, там были среди них этнические чеченцы, которые там с Иордании, например. Один с Австралии, да, чеченец был, который не знал чеченского языка, но горе его как бы... Вот, я его лично с ним разговаривал, как-то случайно. Он остался жив? Я вот не знаю его судьбу, но был и такой, да. Но в основном, конечно, вот кто приезжал уже во Вторую войну помогать как бы из мусульманских стран,
они не все были те, которых мы ожидали. Да, среди них были люди, которые мутили, и даже вплоть до того, что призывали расправиться с законно избранным президентом Асхадовым. И такие были, да, там объявляли его таким, сяким, там, гаром, да, и вечером, и что и больше. Ну, как меня тут часто забегают, тут обвиняют меня, выносят. Мне интересно, знаешь, когда люди, которые находились в тот период рядом с Масхадовым, позволяли такие вещи говорить людям, которые приехали на нашу землю. Представь, вот пришел к тебе я в гости, да, как образно говоря, и на твоего отца начинаю наговаривать. Да, Да, вот, да, там, чужой дом пришел. Забить надо и убить. Что это за отец у тебя там, да? Не так молится. Такие вещи, непозволительные вещи, нигде в мире такого не бывает. Конечно. Сегодня вот мы, флаг, да, Ичкерии, мы недавно были свидетелями, когда наши, как казалось бы, чеченцы, ну, такие сильно радикализированные, да, говорили, что флаг Ичкерии тагут, что там волка надо убрать оттуда. Все Да, такое. да. Вот попробуй, например, то же самое сказать на американский флаг, да? Ну, звезды не такие. Да, ну или там потоптать его там или что-то такое, да, в Америке. Вот ты живешь в Америке, попробуй американец сделать что-нибудь со своим флагом, и все, белый цвет он больше не увидит, да? А мы себе позволяем, это история, это кровь за этим флагом, да, тысячи жизней, да, это не просто тряпка какая-то, да, это стремление к свободе, к независимости, борьба, там целый ореол всего. Конечно, это Поэтому государственный атрибут. Атрибут, и к нему нужно очень бережно научиться относиться и не давать другим тоже, не позволять, вернее, относиться плохо к нему. Так, вот Степной Волк спрашивает. Аслан, этот паспорт просто или как документ? Хусейн, ты можешь ответить на это? Я могу сказать, что, Тоже задают часто например, вопрос. да, вот здесь вы живете, например, в Европе, да, вот мы все здесь живем, мы все, кто приехал после оккупации, имели, в любом случае, должны были получить, для того, чтобы выехать из Российской Федерации, мы должны были получить, обязаны под дулом автомата получить российский паспорт, да. Вот получив российский паспорт, мы сюда заехали, в Европу. И дальше мы становимся, естественно, гражданами Российской Федерации по закону, да, раз ты получил паспорт. Вот другое дело, правильно ты, ну, в смысле, добровольно ты получил это гражданство или тебя заставили его получить. И каким образом доказать, да? И невозможно. Здесь есть такой вариант. Если у тебя есть ичкерийский паспорт, то в любом суде, да, у тебя есть уже право вот показывать рядом с российским паспортом, положить ичкерийский паспорт и говорить, вот этот паспорт мне дали, ну, насильно, да, там, оккупировали территорию, там, чуть не убили, не расстреляли, заставили получить паспорт. Иначе бы расстреляли. А вот этот мой, это моя страна, вот она оккупированная, то есть это политика, да, это паспорт, это такой вот это шанс. на суде, На это суде, как бы помогает, да, может конечно, помогать, да. И я знаю, что, да, люди представляют паспорт, да, такое тоже есть. Но как документ на сегодняшний день его, Для конечно, поездки использовать пока нельзя. Пока да, нельзя. как, Он да, непризнанный документы, да, но это политические, как бы. да, как сказал Хусейн, это подтверждает наши взгляды, наше устремление, и на суде это может помочь, и плюс ко всему, если нас будет определенное количество, большое количество, наши представители власти смогут от нашего имени уже говорить, ну смотрите, мы выдали 100 тысяч паспортов, допустим, 200 тысяч паспортов. Вот к сказанному тобой, да, мы знаем, когда Абхазию оккупировали российские войска, до оккупации Абхазии они выдали там 85% Да. паспортов. А потом сказали, это наши граждане. Да, вчера я вот читаю, что уже ускоренным темпами ЛНР, ДНР. да, что их хотят паспортизировать. То есть это работает таким образом. Да. Такой же, И потом уже можно власть ссылаться на них. Это наши, да. Они же захотели взять, подписали там где-то. Конечно, да. И то же самое с нашими паспортами. Все параллельно. Так что делайте паспорта. У меня есть, мне кто-то сейчас задавал вопрос, где он у меня там лежит. В следующем эфире обязательно вам его продемонстрирую. У меня имеется Мой паспорт. тоже есть, в машине лежит, на улице могу даже принести, сбегать. Так, Эдуард Мамед, самый главный ресурс это люди. Совершенно верно, Эдуард Мамедов. Так. Много мы пропустили, пока тут общались. Так, Беркан С. Аслан, я живу временно оккупированной Ичкерии, и я не могу этих шавок терпеть.
Как я могу перебраться в Европу, а то говорят, что в Польшу блокируют и не пускают дальше. Ну, очень сложно. Вот Сейчас очень сложно. сейчас там многие факторы, конечно, повлияли на то, что нас здесь не принимают. Это, в частности, и мы сами в какой-то мере, да, не сумели, виноваты, надо признать это тоже. Молодежь мы отпустили на все 4 стороны, и сегодня собрать ее невозможно. Потом вот этот страх, да, перед властью, которая оккупированы, Кадыров, скажем, там, и так далее, страх за родственников и прочее, прочее, сковали волю людей. И сегодня для того, чтобы кого-то вытащить на митинг, например, да, или куда-то объяснить, чтобы, смотрите, вот то-то, то-то происходит, или информировать происходящем в республике, нет людей, не хотят никто ничего делать. Все хотят жить вне политики, да, быть здесь признанными политическими беженцами, Да. но жить вне политики. И не рисковать, Не рисковать. ничем. Так не бывает. Поэтому все люди, которые потом уже нуждаются в этой помощи, да, ее не получают, потому что мы, которые здесь раньше пришли, не сохранили за собой это право. К сожалению, это я говорю, мне приходится констатировать это, никуда от этого не денешься. Кентуб ТВ, не забывайте лайки. Я вчера некорректно очень выразился, высказался по поводу там комментария Кентуб ТВ, поэтому вчера извинился и еще раз. Саваш, еще раз приношу свои извинения. Так, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Аштынский 095. Аслан, не опасно ли будет для нас в будущем иметь такие паспорта? Не будут ли нас отлавливать потом по таким паспортам, не будет ли нам грозить опасность? Абсолютно. Имеется в виду, наверное, документы пойдут, я понимаю. Нет, абсолютно. Здесь стопроцентная гарантия, что ни один документ, который мы выдаем вам, эти базы, да, этого документа, никуда не уйдут. Это очень охраняется. Тут даже разговора нету. И, в принципе, я даже не вижу в этом никакого преступления, если даже уйдет. И что из этого? Что это? Предательство или что? Ничего же нет. Это твоя воля. Да, дома опасно. Дома опасно, но это же временно все. Мы же говорим о временности, да? Сейчас Путину сколько уже лет, интересно? Уже так под 70 ему уже. Под 70. Сколько он еще проживет? Дай бог, недолго. Да, поэтому планировать надо на быструю кончину, да, какого-то перемены в России, которая автоматически произойдет и в нашей республике тоже. Вот со сменой власти в Москве, да, все это рухнет сразу, и будет совсем другая жизнь. Да, Мола. Да. Мы к этому готовимся, и все будет у нас отлично. Так, свобода или смерть, спрашивает. Аслан, спроси у Хусейна про Арсамикова Исе из Урус-Мартана. Знал ли он его или нет? А если знал, то пусть немножко про него расскажет. Ису я, конечно, знал, но не очень близко, конечно. Я вот в то время, когда Иса погиб на Театральной площади, он там проезжал, и в машину, в которой он находился, и с ним другого, я, к сожалению, не забыл имя. И у него из гранатомета эти так называемые оппозиционеры, да, которых снабжали. В каком году это? Это было в 94-м, по-моему, году. В 94-м, да, когда митинги были на Театральной площади, там в этот период было. И из гранатомета выстрелили в их машину, он там погиб. Иса был такой Амин. Иса был очень мужественный человек, очень умный, для того времени, очень с передовыми взглядами, такой перспективный, очень хороший парень был. И это была огромная потеря для нас, потому что таких людей вот такого плана, да, не очень много бывает. Да, Лазат пробовал. Амин, Далде Албойль из Масу. Давай, Дабанаш. Далде Албойль. Я хотел бы еще одного Урус-Мартана, просто Дагвенчигера. Иса Аюбов был у нас заместитель начальника главного штаба по тылу. Вот он погиб в 95-м году по Сайханова, улице Сайханова, когда российские войска перешли возле этого ДК Крупская, через мост перешли, и они попали там. Не попали, его послали для того, чтобы он их отбросил назад. И когда там боевые действия начались
этот рубеж, который русские заняли, начали наши отбивать. Русские там бои уже довольно быстрые были, кинули гранату. Русские кинули на выстрел гранаты, если на этот бросок гранаты близко подошли. А рядом с Айсой тоже залегли, там Ася, одна девушка была тоже, воевала в то время, санитарка была, ну еще там ребята были. И этот Айса схватил эту гранату, уже должна была взорваться, и подложил, на нем был бронежилет, нормальный, простой бронежилет, он под себя заложил, накрыл своим телом гранату, она взорвалась, и где-то вот где не был защищенный из рукава, и осколки попали в его тело, и его повезли в Росмартан, и он там по дороге, в общем, тоже скончался, очень мужественный, майором он был, кадровый военный майор. Мелханил, что? Да, ему было лет 45, наверное, не больше. Мне не хочется, чтобы их забывали, этих героев. Да, это надо сохранять. Сац, ассаламу алейкум. Турция дахлурдари паспорт можно для жителей Турции, проживающих в Турции? Знаете, я вот одну вещь скажу, да, Ацанадин, только вы не обижайтесь. Все, кто хочет в Турции или в других местах получать паспорт, мы не хотим, например, связываться с людьми, которые были в Сирии, да, естественно. Мы не хотим опять запачкать все это хозяйство, да. Мы не хотим дискредитировать снова всякими нежелательными действиями. Потому что у меня даже люди, некоторые, кто хочет в Украину поехать, тоже там насчет паспорта, обращались, и я знаю, что эти люди не для хорошего дела хотят паспорт. Да? Таким людям мы, конечно, не дадим никакие паспорта. Мы будем обращаться, если кто из Турции, позвоним в Турции, там есть люди, которые, наверное, его знают. Проверять, будем обязательно проверять. Если даже он был в Сирии, он является гражданином нашей страны. Он является, но на данный момент, да, он, конечно, является. Но если для чего ему нужен паспорт, тоже вопрос. Если он признает эту Чеченскую республику Ичкерия, это один вопрос. Если человек хочет воспользоваться просто для чего-то, да, это другой вопрос. Но то рассматривать надо, потому что все варианты рассматриваются, конечно, даже если с Европы. Да, все обязательно, и с Европы тоже, потому что можно криминалом заниматься, там, я знаю случаи даже, когда берут, какие-то машины берут, там еще какие-то оборудования, ну не знаю, где-то заказывают через эту... Есть такие, почту. Да, такие тоже попадаются, поэтому надо здесь не дискредитировать, попытаться. Понятно. Ну, если что, для проживающих в Турции можно делать. Ну, в принципе, да, можно делать. Их делали, там раньше тоже были, обращались люди. Там есть тоже представитель, кстати говоря, в Турции, который тоже можно обращаться, и он будет способствовать этому делу. Тогда, я думаю, вполне достаточный объемный ответ. Так, Пенек Московский задонатил, дался доль. Хусейн, есть ли молодые, кроме Аслана, это мне комплимент, я уже давно не молодой, которые что-то делают для нашего общего дела или нет? Просто кажется, что молодежь совсем занята другими мыслями. Да, это, к сожалению, очень мало. Должно было быть, конечно. Вот мне, да, не хочу даже сколько говорить лет, там догадайтесь сами, да, если 56-го года, сам не знаю сколько. Просто мы не можем, вот в моем возрасте, да, тяжело, мне, например, я не больной, я очень подвижный, здоровый, но все равно это дело должны были уже давно взять молодые, конечно, на свои плечи и нести и это дело, и нас еще сверху, да, посадить. То есть этого не произошло, к сожалению, небольшому. И здесь надо, я просто Аслана хочу тоже, Баркал Ал-Лясан Аслана, это мужество показывает, что у человека есть мужество, что он сидит перед экраном и разговаривает, показывает свое лицо. Это очень большое на сегодняшний день. Вот я еще одну вещь недавно тоже говорил. Такая эпоха сейчас, да, что любой из нас может в одночасье стать героем. Да, вот такое время сейчас. Легко можно стать героем. Очень легко. Просто надо говорить правду.
Открыть свое лицо, показать свое имя, ничего такого нету. Ведь мы никакие не преступники, мы не бандиты, мы ничего не украли, не было. Конечно. Кто воевал, например, вот я лично, да, вот честно говорю, я горжусь, да, просто горжусь собой тем, что у меня хватило мужества взять этот автомат в руки и пойти на войну. И победить. Да, ну, победить другое дело, Первое просто русско-чеченское. да, здесь просто вот это должно быть на первом месте, да, что ты как мужчина, как там гражданин вышел защищать с оружием в руках свою страну. Ты же не пошел там грабить Россию, там Конечно. какие-то соседние. То есть здесь надо гордиться, не прятаться, да, не говорить, что вот меня там увидят, я там воевал, меня посадят. Ну, за это люди жизни отдавали, да, не боялись во время войны, шли под танки, да, там, самолеты и так далее, отдавали жизни и не боялись. И сегодня, когда говорят, вот я был на войне, только я не хочу лицо порыть, ну для меня это вообще непонятно, как же ты воевал тогда? Ну, получается, мы тогда поддерживаем вот этот миф, что мы боевики, Да, вооруженные да, бандиты. конечно, да. И поэтому мы боимся, потому что мы преступники. Да. Хотя мы такие не, да, он и сду. Так, поехали дальше. Слава Ичкерии и Украине, говорит, счастливое время. Героям слава. Да, героям слава. Украина. Так, ну, так, это не нам. Ассалам алейкум, паспорт Ичкерии, ногчи Ичкерийц, говорит. Надо заслужить, говорит. Вот это тоже правильно. И об этом как раз и речь идет, и чтобы паспорта не давать всем подряд, и просто мы смотрим, ты достоин получить этот паспорт или не достоин, потому что сегодня обладатели, ну не обладатели, а те люди, которые хотят получить паспорта, они фактически все граждане Российской Федерации, да, вольно, невольно, другой вопрос. Да. Многие уже и добровольно тоже. Вот здесь уже надо этому человеку тоже показать, чем он занимался, там, занимается, или в демонстрациях где-то, в каких-то мероприятиях участвует, или помогает каким-то финансированием каких-то мероприятий, да. Там много чего есть, что этот человек обязан тоже как гражданин делать, да. Это же не обозначает, государство тебе должно, а ты ничего обратно не должен. Конечно. Государство это ты носитель всего. Это когда у нас есть бюджет, когда у нас есть поступление налогов, тогда Конечно. можно требовать у государства. А Да. когда у тебя временно купили, почему Закаев не приехал, там, Минкаилу Мализаеву не помог, мне говорят, еще что-то. Лично Закаев должен выезжать, а мы для чего? Мы для гражданское чего? общество. Конечно, да. Это мы должны делать. Закаев тоже, Знаменосец. да, чисто Закаев символ свободы, как флаг, например, да. И мы не можем от флага требовать, да, ты что, нас не кормишь, флаг, развиваешься тут. А точно так же Закаева мы должны беречь, Закаева мы должны себе помогать, потому что Закаев на таком сегодня уровне, когда вот узнаваемый как политик, и причем, если там есть сейчас люди, которые там, о легитимности, если его там бывают вопросы, законные, незаконные, то на сегодняшний день да, законнее, чем Ахмед Закаева, нету, потому что его парламент после того, как Док Умаров попытался упразднить государственность, самоотстранился. Ну, самоотстранился, да. Мы, я в том числе там был, собрались и вот попросили там Закаева, ну не то чтобы там он и сам, в принципе, не очень сильно упирался, потому что понимали, все понимали, к чему это идет. В какой ситуации оказались. Да, просто нужно было очень быстро взять этот выброшенный флаг, поднять его, Конституцию отряхнуть, да, и объявить, что Ичкерия есть, Ичкерия будет. И была, и всегда она должна быть. Это наша страна, это наша история. И поэтому Закаев сегодня, да, ну, видите, мы опять говорим, вот я уже не молодой, Закаев тоже не молодой. Да, он, по-моему, даже не старше меня, еще там на пару лет, не знаю. Возраст не знаю точно, но уже пора и Закаева, и меня, и других давным-давно пора, ну не то, что под меня, но рядом должны стоять люди, которые хотят научиться, да, которые хотят перенять что-то, как опыт. Конечно. И потом уже подменить в нужный момент. Мы же не вечные тоже, все такое сегодня есть, завтра нет. Ополчение 94-96. Ассалам алейкум. Аслан спросил у Хусейна, в 97-м создали формирование из участников войны.
97-м. Для борьбы с бандитизмом руководил Асланбек Исмаилов. Через месяц расформировали. Почему? Так, Асланбек Исмаилов. Ну там, если я это помню, да, был Карпаш, под его делали, как она называлась, антитеррористический центр. Может, из-за этого, я сейчас детали не помню, но там была необходимость реформирования, была и Асланбек Исмаилов уже, да? Да, Асланбек Асланбек. Исмаилов, его назначили на пост министра строительства, из-за этого это было. Он ушел вместе со своим отрядом. Ну, строители. Строители, да, они, ну, там, в охране у него были эти ребята, он занимался строительством. А параллельно там была создана другая структура, антитеррористический центр, Хункарпаш Исрапилова, который возглавлял, и он занимался этой работой. Понятно. Так, Ади Хартман. Зачем чеченцам жить с дагестанцами и осетинами? Я против также 90... Но это нас не нам вопрос, это просто он против просто. Так, Хусейн из Амниси Элара мы уже пропустили, поэтому мы не знаем, что значит, что ты сказал. Хусейн все говорил, Нис. Так, вывод из Ичкерии, из Украины. Счастливое время, полностью солидарен. Обоим вопрос. Не кажется ли вам, что нам нужно провести ревизию всех деятелей Ичкерии? Дик Аблас спрашивает. Ну, я вам вот один такой хороший совет там, да, кто готов сотрудничать сегодня с открытым лицом, только надо это делать. Анонимно нельзя? Нельзя, да. И чтобы фамилия была, и кто готов идти какой-то, вот, если вы хотите кого-то заменить, да, я готов сегодня свое место любому из вас уступить. Только надо прийти, вот как я сесть, как Аслан, там, как другие, и тогда это будет... И со мной стрим провести. Да, это будет реально. А так, чтобы этих убрать и других нету, то у нас никого не будет тогда. Да, вся проблема, вот эта критика, я понимаю, там критика, да, полезная, там она нужная, это все никто не отрицает. Мы не против критики. Но когда ты критикуешь, да, ты должен что-то же сказать. Предлагать. Ты так не делай, сделай вот так вот. А вот так нету, понимаешь? И потом делаем, как мы умеем, как мы можем, какой ресурс. какие ресурсы, какие возможности. Вот мы это и делаем. Политика, искусство возможного, как говорится. Ну, здесь возможного у нас навалом, возможного просто море. Потенциал мощный, на самом огромный. деле. Вот, например, в Вене, да, например, головной офис ОБСЕ, в котором ни один чеченец, кроме меня, наверное, не был. Так, видно ли нас? Эфир пропал. Не пропал. Это меня атакует. Меня в прошлый раз тоже не делали. Гады. Так, видно ли меня? Ответьте. Да, здесь реклама просто. Так, видно. Так, видно все отлично. Да, подожди. По поводу кадров. Да, кадров, да. Ну, вот есть, например, вот кадры, есть много молодых людей, которые закончили университеты уже здесь, в европейских государствах, которые закончили их в Российской Федерации, тоже владеют какими-то навыками, языками. Если не языками, то как помощью. Например, эти люди, вот я уже неоднократно там на Фейсбуке писал, да, вот молодым людям, которые критикуют правительство Ичкерии, да, вот я им говорю, возьмите, например, создайте какое-то общество, да, неправительственную организацию, ну там по правам человека, например, да, понимаете, самый такой безболезненный процесс. И нужный, да. Вот есть офис ОБСЕ в Вене, например, головной офис, где каждый год проходит, по-моему, то ли 4 сессии, то ли несколько сессий в Вене проходят, где любой человек, любая организация может зарегистрироваться на их сайте и подать заявку и принять участие в работе ОБСЕ. Зайти туда, познакомиться с депутатами со всех стран, да, даже выступить вот для того, что они могут доклад сделать, только заранее это надо провести. Есть вот здесь в Страсбурге много организаций, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, куда эти молодые люди с хорошим языком могут ходить, подавать документы, там участвовать в работе. Ну, включаться надо. Конечно, другого варианта нет. А просто так...
Так, Евгений Гор, Аслан, салам. Почему чеченцы не собрали улики геноцида до сих пор? Салам, Евгений, я отвечу, Хусейн, если. У нас мы собрали улики, мы подали в Международный уголовный суд в Гааге заявление, у нас его приняли, не приняли пока к производству его, но приняли уже, он уже в архиве, наше заявление уже в архиве, оно имеется. В связи, как мы знаем, Россия большая, опасная, которая там беспринципная, подлая страна, которая имеет много влияний. Да, сам процесс геноцида, когда акт геноцида совершался, нам никто не помогал. Это весь мир видел этот акт геноцида. Мы доносили, наши политики, наши журналисты, как могли докричаться, кричали, никто не видел. Сейчас же просто принять и сказать, давай, как Слободан Милошевич, Путин, проходи там на скамью подсудимых, пока никто не решается. Мы сейчас занимаемся, поэтому этим вопросом занимаемся. По этому поводу у нас будет, скорее всего, пеший марш, который мы пройдем. Об этом я уже неоднократно говорил. Все улики собраны, все фамилии нам известны. Кого мы не указали в деле, в ходе расследования, допросов, приглашения, там, допросов свидетелей, допросов потерпевших, будут выявляться новые факты. Ну, как обычно в уголовном деле это бывает. И поэтому улик у нас вот море. Да. Не хватает мужества у мирового сообщества признать сей факт и привлечь к ответственности. И назвать террориста террористом, убийцу убийцей. И вот поэтому, так что, Евгений говорит, у нас все нормально. И спасибо вам за вопрос. И мы дальше будем, конечно, работать. И работаем над этим. Так, далее. У меня вопрос к Хусейну, говорит, Чинхо Сардалов. Ты его знаешь, Хусейн. Да. Аслан, спроси у него московский механизм военпайдаю, полезен ли нам московский механизм, и эдла, насколько ю и военпайда, и насколько он нам полезен. Ну, конечно, любой механизм нам полезен, здесь, если не в дверь, так в окно, как говорится, да, лишь бы был наш вопрос на повестке дня. Мы прекрасно понимаем с вами, да, что все эти убийства, которые там произошли, что это были не те там люди, которые говорят под видом боевиков, там, под видом ваххабистов, под видом кого угодно, годами убивают чеченцев. И никто этого не видит. И я просто здесь даже, может быть, вот, ну, как образно говоря, благодаря вот этим людям, может быть, хоть как-то зацепило, да, хоть как-то посмотрели на эту проблему. Но я понимаю, о чем спрашивают, но здесь, в принципе, сейчас такое время, что нам надо цепляться хоть за соломинку, потому что тонущий обязан себя сам спасать. И никто нам не придет на помощь и просто говорить, что это не надо, то не надо, мы тоже не можем, потому что мы эти процессы сами мы сейчас не контролируем. Да, но когда люди пытаются нам помочь, не надо там вилами как бы упираться и не давать помогать. Я еще по этому поводу хотел бы добавить, что вот московский механизм запущен, да, у ОБСЕ там 16 государств имеются стопроцентно там железобетонные доказательства, раз они организовались и запустили это. Но есть другой момент. При всем при этом мы знаем, что это не то, что они знают, это малая толика того, что реально происходит. Поэтому всем, кто пострадал, всем, кого убили родственников, что еще больше может с нами случиться? Убили наших родственников. И дальше будут убивать. Самое главное, если бы они убили и прекратили бы, это был бы другой разговор. Но они будут продолжать убивать. Преступник, это юридическая практика, преступник не остановится никогда, пока его не остановят. Путин никогда не насытится нашей кровью. Его этот гауляйтерский режим никогда не прекратит, потому что уровень страха надо будет всегда поддерживать. Потому что рано или поздно будут вырастать молодые, которые не испытали страх, будут высказывать свое мнение, их тоже надо будет убивать, чтобы поддерживать уровень страха. Это хотим мы этого, не хотим, боимся мы этого или нет, это нам предстоит пережить, и это победить нам предстоит. Не мы победим, нашему поколению это, следующему поколению побеждать. И рано или поздно нам скажут, что вы были трусами.
А мы не трусы, у нас потенциал огромнейший, просто надо в себя поверить. Мы на самом деле те генералы, про которых нас говорил Джохар Дудаев. Мы имеем огромный потенциал, поэтому те, у кого погибли родственники, пишите, сообщайте, мне сообщайте, я буду оформлять как надо доказательства, фамилии, имена, будем отдавать дальше ОБСЕ в этот московский механизм. Он уже запущен. Да. Идет расследование. Эти люди все будут привлекаться. Никто не отвертится. Виновные, все, кто будут указаны, кого мы несем, их будут... Здесь, как, знаете, как закрутился это, он медленно закручивается. И кто-то его уже запустил, этот московский механизм. И большое ему, безмерное ему спасибо, кто запустил это. И этот механизм будет дальше, 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 и он не остановится. Или надо сказать, эти преступления, конечно, они были, но мы уже прощаем. Потому что вот у нас дело приняли в Гааге, они его не берут к производству, потому что если его запускать, то надо разбиться в лепешку всем странам и докончить это дело. Поэтому они его не запускают. Это настолько это серьезно. Московский механизм запущен. Именно по Чечне он не признает геноцид, Россию, но он признает конкретные факты нарушения прав человека. И вот эти факты мы будем туда еще подавать, еще подают, я знаю, но активней. Кто хочет, чтобы восстановилась справедливость. Еще я бы вот, ну не к этой теме, но в любом случае по сообщениям, да, нам еще нужна информация о депортированных, кого тут по политическим мотивам. Кого отправляют? Сегодня кого депортируют, к сожалению, нету никаких цифр, сколько человек с каждой страны депортируют. Потому что мы, если вы хотите, чтобы мы тоже попытались остановить этот процесс депортации сегодня на родину, там под разными соусами, то мы должны апеллировать какими-то цифрами, да? Да. Есть люди, которые готовы, например, помогать нам в этом деле, ну, имеется в виду писать, обращаться и так далее, только нет информации. Вот была бы просьба такая, чтобы люди, которые живут в разных странах, ну, как и сколько имеют пофамильно, вот такого депортировали, столько такого-то числа, там, фамилии с детьми или как-то сообщали, Аслану, например, да? Да, ну, можно на почту присылать, да. Да, какую-то базу сделали бы и потом уже апеллировали бы к этим странам. Да, это тоже то, что информация, которую я получаю, она будет анонимная, я никому не буду ее распространять. Только необходимые здесь международные институты я бы ее предоставлял. Есть один момент, Хусейн, там, тем, что когда человека отправляют туда, ну, его высылают туда, надеются, что его там не схватят. Поэтому человек пытается, ну, тихо, чтобы это прошло. Иногда это бывает, они просто депортируют, и там никто не встречает. А бывает, там уже тебя ждут. Да, и я знаю случаи, когда забирают, и люди там... Да. Больше... Ну, все равно, давайте организовываться, гражданское общество, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Так, вот такие вот дела. Далее, по вопросам. Кентуб ТВ, основной инстаграм, да, Кентуб ТВ, у меня есть инстаграм, в описании он имеется, реалити Аслан Арцуев называется, там можешь увидеть, там прям нажимаешь, ссылка есть. Так, Чинхос Ардалов, насчет депортации чеченцев, я говорил с ними, думаю, получим ответ положительный. Отлично, поговорим еще. Эдуард Мамедов, Аслан, прошу, скажи всем людям, пусть берегут себя и образовываются. Самое главное, сохранить себя, основной ресурс, это люди, братья и сестры, берегите себя. Да, полностью, Эдуард Мамедов, согласен, да, мы вас об этом говорил я и ранее, и поддерживаю вас в этом. Так, Порох победил Зелю на дебатах. Да. Да. Ожидаемо. Ожидаемо, да. Порох, конечно, это профессионал, в отличие от этого. Так, Миша Мансуров. В Украине есть серьезная проблема. Очень много ватников, которые хотят в Россию. Что с ними делать? Не хочется никого убивать. Что с ними делать? Здесь, если, например, из нашего опыта исходить, то у нас тоже были эти ватники, которые фактически... И вы их не убивали. Мы их не убивали, но они начали потом нас убивать. Да, это тоже. Это произошло. Беда. Просто должны, конечно, службы заниматься соответствующие. Да, но если ты не нарушаешь закон, тоже же. Ну да, мы же они же в правовом поле. Конечно, я об этом говорю, чтобы
рукоприкладства, ничего не было, когда явно есть что-то такое, человек вплоть Измена. до того, что лишать гражданства, еще какие-то много рычагов Конечно. у власти. Так, Дудаев Гуард, Хусейн Исханов, Оман Турпал. Адов, ассаламу алейкум. Аллахас, эту бокал бусал бнех дикан чумантя. Ва алейкум салам, амин, дерейс хуйль, масир бокал. Счастливое время. Хусейн, помнишь в боях за президентский дворец, как ты поднимал боевой дух бойцов? Когда раненый муджахид попросил отвезти его на перевязку, ты сказал следующее. О чем, вот здесь уже не хватает Да. сообщения, короткие здесь только можно написать. Мне интересно, что ты ему сказал? Напиши, пожалуйста, счастливое время, этот вопрос задает. Напиши, что сказал Хусейн. Хусейн, ты помнишь, что ты ему сказал? Ну, Раненый там, муджахид. и там много таких случаев было даже. Я вот помню момент, когда вот моего знакомого, да, моего одного товарища погиб брат. Ага. Вот они собрались его унести, да, тело, ну как в то время, знаешь, Да. паника, кто-то погиб, и сразу надо его похоронить, вот в начале войны такой был. И я им тоже объясняю, вот смотрите, вы сейчас уйдете отсюда, да, вот станет нас еще меньше, да, потом еще кто-то погибнет, и другая пачка поднесет свое тело. Этот, который умер, ему уже до Всё. лампочки, да, он уже Да. все на том свете, там его все такое, душа ушла. И то вы ему, от того, что вы его сегодня похороните или через неделю, ему уже никакой разницы нет. Дождитесь, пока у нас был транспорт, который отправлял на минутку, вот дождитесь, пока придет транспорт, погрузим, отправим, вы никуда не уходите. Позиции Вот, не да, отпускай. там был вот такой случай, да, вот тоже, я вот именно этот не помню сейчас, о котором спрашивают, но был ингушский, вот ребята были, ингуши, да, я помню, по-моему, в архиве, здании архива они были, отряд какой-то, вот у них тоже погиб один парень. Мгм. И все, по-моему, 11 человек их было, взяли это тело и решили похоронить его, повесить, ну там родственники, дом и так далее. А я им объясняю, слушайте, не делайте этого. Придет вечером МТЛБ, где это Рубати Мицаева, которая тоже Занималась этим. занималась, да, она перевозила там с механиком, водителем, Умар был, там механик-водитель, которого позже подбили, он сгорел там, Аллаху Акбар, Махмахаш. Я говорю, что это Рубати спасли. Амин. Потом эти зали не послушались, ребята, да, меня не послушались, не стали ждать и пешком пошли с этим телом. Дошли до кинотеатра «Родина», и там их накрыл минометный огонь, еще несколько человек погибло из них. И такие тоже случаи бывали. То есть это из опыта я вот говорил, что там надо что-то делать. Да, ну, да, такие были, конечно. Так, есть ли у вас, инженер-конструктор спрашивает, есть ли у вас в Европе люди, которые стремятся в депутаты на разных уровнях? Это тоже большой вопрос. Да? Дело в том, что есть группа людей, которые, ну, как я не знаю их назвать, такие дюже радикализированные, да, которые пропагандируют молодежь, чтобы они не шли в полицию работать, не лезли в политику, никуда. То есть они как бы зашибают, как бы осаживают этих людей. Это вредно для нас. Мы сегодня, живя здесь в Европе, должны стремиться лезть в политику, потому что только оттуда мы можем повлиять на эти все процессы. То, что у нас творятся дома. И дома, и на месте тоже. Мы здесь должны адаптироваться, здесь иметь хорошее влияние, да, на политику и на политиков тоже. А это мы можем сделать, если мы сами станем политиками. И поэтому вот эти процессы должны наоборот развиваться, наоборот мы должны с молодежью работать, помогать им. Вот я раньше то, что говорил там об ОБСЕ и так далее, это один из процессов, где человек может познакомиться с каким-нибудь влиятельным человеком, и тот человек может его протолкнуть дальше, да, порекомендовать где-то. Это все в мире происходит от знакомства. Вот мы с тобой познакомились через Facebook, да? Да. А сегодня здесь сидим, а так бы, может быть, и не виделись бы больше или раньше никогда. Все вот такое вот дело. Ну, всем надо принимать активное участие. Обязательно надо просто толкать молодежь в политику, заниматься ею. Счастливое время закончил свой этот. Он говорит, он сказал, то есть ты сказал, о чем ты говоришь, мы пришли сюда не уходить, а умирать за Родину. После твоих слов, кстати, этот боец выжил, и он, кажется,
из Собачевки. Ага, До голоса? до голоса. Да. Так что вот ты своим примером Да. и тогда показывал, и сейчас показываешь, что бояться нечего. Да. Кому суждено, как говорится, как русская пословица, утонуть, тот в огне не сгорит, Да, короче. да. Так Если что, я просто по президентскому дворцу хотел бы еще один момент такой, все время у меня в голове, вот именно этот период, о котором говорится, там был у нас начальник командного пункта, тоже я хочу его напомнить, Таймасханов Валид. Он кадровый офицер, полковник. любимый. Он уже умер, он в возрасте был мужик, он был потом после Первой войны заместителем министра обороны Узбекистана, туда уехал, и там он раньше служил. То есть этот Таймасханов, вот многие, наверное, многие не знают этого момента, да, он установил колонки на здании президентского дворца. И вот этот штурм, когда был 31-го, после этого, все время на весь город, да, там на всю эту мощность колонок, там звучал гимн Ичкерии, который нас вдохновлял, да, представь, вот идет БУ, там бомбят, ракеты, там всякая эта ерунда, и тут такой на все играет гимн. И там стоял флаг тоже над президентским дворцом, кто помнит, всегда там стоял флаг. И когда его сшибали, там, ракета или там, снаряд какой-то попадет, этот Валид опять заходил, привязывал каким-то образом. То есть, такое мужество, да, и своим примером показывал. И все, кто там находился, тоже заражались этим делом. И ничего удивительного, если этот парень раненый там никуда не ушел, потому что там такая атмосфера была. Да, да. Атмосфера духа и Да. храбрости. Так, тут я один вопрос хороший увидел. Тут вопрос задает. Резида Султанова задает вопрос. Извините, мой вопрос. Хусейн, в президентском дворце погиб мой родственник Булат Нажаев. Не доводилось ли вам пересекаться? Ой, скорее всего, доводилось, конечно, но тогда вот в президентском дворце мы же все были с разных мест и друг друга практически, Не если знали. даже знали, то знали, может быть, по имени, да, а в основном и не знали. Да, И да, так там такая текучесть людей была, те, которые непосредственно были в армии, этих, конечно, я там в основном знал, потому что я сам в то время уже служил в нашей чеченской армии, в штабе нашей армии, и поэтому все, кто добровольцы приходили, там как-то вот... Ну, с ним лично не был Да, знаком. ну, может, Нет. и был знаком, сейчас, если нет Милу, да, фотографии, да. штурма, да, по фамилии. Да, Вот да, обычно, Хаваш. Валает, чого мужественный, чого духнах, вы, чого Чахма был, это президентский дворец, чого Угар, Люрт Омбар, вот центр города, и я просто еще хочу, я после войны считал, да, примерно сколько человек держали оборону города Грозного, да, вот на этот период. Вот я насчитал 350 людей, которые стояли на позициях. 350 человек, и плюс от себя там 150 партизан, которые приходили и уходили. То есть там не было тысяч людей, которые в центр города. А сколько президентский дворец лежали? Ну, где-то 18 января мы оттуда вышли. А сколько было Очень. людей держало? Там не было там много людей. Там А была Кавказ гостиница? президентская гвардия была там. Я сейчас не помню, 20 чем-то, по-моему, человек. Потом были от охраны главного штаба люди, потом добровольцы, которые там приходили, уходили. И впереди в Кавказ гостинице, потом в Совмине были люди, потом на берегу Сунжи, помнишь, там гостиница Красный, в этом были тоже, там тоже с десяток человек, не больше. То есть там не было такой массовой армии, чтобы... Так, Абдаллах Шишанин, братья, не бойтесь писать комменты, пусть эти беззаконники увидят, сколько людей их ненавидят. Так что пишите, не оставляйте фамилию, имя, место проживания, пишите. Ну, любые вопросы, которые вы будете задавать, мы готовы отвечать здесь. Да. Игорь Простой. Кстати, есть идея, свободная Ичкерия может стать офшорной зоной. Как к этому относитесь? Спрос будет точно, Россия под боком. Ну, прежде, я думаю, надо деоккупировать, да. Это основная задача сегодня, а потом уже... Ну, я
вчера выдвинул эту одну идею, что в случае деоккупации газ на 5 лет сделать, тоже не задушили этим газом, что нашему народу государство должно взять это бремя на себя и газ сделать Знаешь, бесплатный. в принципе, оно также и было, если И свет, и газ. после Первой войны никто не платил. Не платил ни за газ, ни за свет. Мы же знаем, это государство брало это бремя на себя, понимая, что люди в таком плачевном состоянии, это было, конечно, безумно, если платить у них какие-то брать бы налоги за то, что... Но они у нас нефть забирали. Нет, я имею в виду, что не то, что нет, конечно, государство платило. А, да, люди не платили. Люди не платили Да. государству, потому что это государство все предоставляло им. А сейчас они заставляют платить даже за период, За когда то, война шла. да. Они Сейчас- заставляют платить за то, что когда нас бомбили, убивали, они нам призывают нас оплачивать, ну, тех, кто там проживает. Так, сейчас мы уже почти 1,5 часа, поэтому быстренько ответим еще немного на вопросы, чтобы сильно не утомлять Хусейна и вас, дорогие зрители. Нас сейчас смотрит 430 человек. Так, уважаемый Хусейн, говорит Эдуард Мамедов, вы не хотели бы написать книгу? Это очень важно от очевидца. Ну, я не знаю, я... Мы сейчас честно пишем говоря, как раз книгу. Кто имеет желание написать книгу, я могу с удовольствием пообщаться с этим человеком, рассказать все, что я знаю. Просто писать, сидеть у меня, честно говоря, времени самого нету, но я понимаю и призываю всех, кто воевал, или кто там чем-то занимался, кто делал нашу историю, в принципе, да, конечно, я призываю всех этих людей оставлять эти записи, оставлять вот то, что даже мы сегодня делаем, да, это должно быть все зафиксировано. Иначе, если мы будем ожидать и не рассказывать, или там бояться, или я не знаю, каким-то образом пытаться эту информацию утаить в себе, да, то она завтра с нами уйдет в могилу просто. И мы для потомков ничего не оставим. Потом наши потомки будут по истории, написанной русскими, изучать историю чеченцев. Убийцами. Поэтому мы обязаны просто, кто что-то знает, мы обязаны оставить после себя такие Хотя бы вещи. на диктофон записывать или на камеру Было бы поставить. вообще здорово, если бы, например, есть люди же, молодые люди, да, кто понимает, кто может журналистикой там занимается, видео снимать, да, например, любой вот, кто воевал, взять перед ним камеру, поставить и просто задавать вопросы, рассказывать о войне. Да, что он расскажи делал, время, место. да, потом какое-то видео сделать, ролик сделать. И где-то не сегодня, так через 10 лет это будет где-то положено, да? Да. Если сегодня боится человек рассказать, просто на будущее расскажет. То есть это нужно делать. Но Обязательно. это не мы с тобой только должны же делать, это должны Все, все мы да, должны, весь мы народ все, должен да, в этом да. принимать участие. Конечно, это главное. Свобода или смерть, Помощь мне тут меня упрекают. Аслан, пускай Хусейн спокойно рассказывает, а то ты его спешишь. Все принято, свобода или смерть. Так, за родину. Так, Пенек Московский опять задонатил. Там Эдуард хороший вопрос задал. Аслан про книгу. Мы уже ответили, Пенек, как раз на него сейчас отвечали. Купер 9999. Аслан, Хусейн, вы прекрасно знаете, что только Запад может нам помочь. Просто нужно донести чеченцам. Да. Но вот до Запада, чтобы донести, да, нужен язык, нужна литература, нужно что-то делать, да, нужны и деньги для этого дела. Для того, чтобы, например, если мы, вот, ну я там немножко владею немецким языком, но это недостаточно, разговорный язык, да, я там могу общаться, все такое, но я не могу, например, написать текст на немецком языке, да, такой грамотно хороший текст. То есть, если, например, на русском написать можно, потом его перевести, опять это надо, опять деньги платить и так далее. То есть, и вот сейчас еще мы пытаемся, да, вы, наверное, кто в Фейсбуке сидит, там есть такая писательница Татьяна Рубцова. Вот хотел бы о ней пару слов тоже сказать. Сейчас она делает интервью тоже с людьми, кто занимался там освобождением нашей земли, участниками войны и гражданскими людьми, которые именно под оккупацией там оказались, да, и описывают вот эти страшные вещи, которые там происходили. Вот такого рода, если, например, она написала книгу, да, и дальше что?
эту книгу надо издать. Да? Для того, чтобы издать эту книгу, нужны какие-то деньги. Финансы. И поэтому вот на этом, если человек, например, добровольно хочет нам помочь, мы не можем добровольно помочь ему издать эту книгу. И он на этом зацикливается все. Поэтому надо нам быть самим сознательными, да, от того, что, например, вот о фонде здесь говорили, надо, конечно же, сделать какой-то счет, что-то такое, именно, что эти деньги будут, конечно, контролироваться, там, мы никакие не жулики, чтобы чьи-то деньги там не голодные и так далее. Все уйдет на дело. Это дело должно просто очень быстрыми темпами делаться, потому что времени у нас мало, работы очень много, и сейчас благодаря вот интернету, благодаря вот деятельности Аслана тоже сейчас появились много новых знакомых людей, которые смотрят, интересуются, и вот я смотрю по этим просмотрам тоже очень много публика, большая, широкий охват получается. И есть сейчас такая возможность у нас, людей, которые вот душевно болеют, да, за нашу Родину, за наше будущее, за будущее своих детей, в принципе, для этого это и делается, чтобы наше подрастающее поколение жило в человеческих условиях и в каком-то нормальной какой-то стране, да, где закон будет и так далее. Для этого мы должны вот информировать вот это мировое сообщество, которое не информировано. Вот вы можете здесь даже, сегодня, например, кто в последнее время сдавался здесь под видом беженца, да, вы можете, даже если и сами не сдавались, то у своих знакомых спросить, какие вопросы задают сегодня следователи, ну кто там, когда сдаешься, они спрашивают, по какой причине пришел. И последние, кто приходит и говорит, да, там кадыровцы меня мучили, кадыровцы то, кадыровцы все. И уже тогда этот следователь или кто там, азуль вот эти, кто принимает беженцев, они говорят, ну а почему ты тогда не поехал в Волгоградскую область, в Рязанскую область, там же нету Кадырова, там, или в Ленинградскую область. То есть это мы сами сделали вот, из Кадырова пугало, да, вместо того, чтобы говорить, это не Кадыров, это Путин, да, Путин источник всех этих бед чеченских. А Кадыров это чисто номинальная как бы марионетка, что ли, так. Инструмент. Да, инструмент, которым пользуется Путин. Потому что Кадыров не человек, который может сам делать все, что он хочет. Да? Да. Он находится под законом, он находится в каких-то рамках, и ему, когда раздвигают эти рамки, он больше может, когда сдвигают, ничего не может. Да? Вот такая ситуация, поэтому здесь тоже надо смотреть. Да, это еще я бы хотел дополнить, Хусейн, это все время, да, я ни в коем случае, мы ни в коем случае не оправдываем, конечно, ни коллаборантов, ни людей, которые там убивают, совершают преступления над своим народом. Ни в коем случае эти люди являются по международному праву преступниками, и об этом даже нет речи. Но когда мы говорим все время только об этом, это получается, мы как вот тот же Навальный, он говорит обо всех, кроме Путина. И то же самое, как бы, вот он недосягаемый, этот царь такой, да, он на пьедестале, там, на Олимпе. А вот мы между собой грыземся, и мы, получаемся, не смеем сказать на Путина ничего. И это наносит урон не только вот то, что здесь позитив нельзя получить, это еще наносит урон те люди, которые украинцы, русские, которые многие не знают, наша молодежь, которая не знает. Складывается впечатление, что идет какая-то внутричеченская борьба, гражданская война, что мы как бы не можем друг с другом ужиться, потому что ты такой-то, я такой. Хотя этот человек не является независимым, это не оппозиция. Оппозиция независимые, да. Это оппозиция может быть, если мы с тобой имеем разные взгляды нашей независимой страны. Поэтому это наносит колоссальный ущерб. И когда ты людям пытаешься донести, некоторые есть там упертые люди, которые могут сказать, ты что, адвокат Кадырова, когда ты им такое скажешь, короче. До того это в своем невежестве люди просто готовы что угодно тебе ахай, да, когда ты им что-то доносишь. Поэтому важно не Кадырова ругать. Там, среди этих кадыровцев, пускай на меня набросятся все, есть и нормальные люди, которые против своей воли попали. И мы должны этих отделять. И там это наша внутренняя сложная проблема. Преступников в отдельную
попавших под раздачу отдельно. Но есть враг, есть Основной, оккупант. да, Оккупант, основной. да. Источник. Он уходит, и мы уже сами решаем. И не надо переключаться на кадыровцев. Но Эх, это то же самое же, если мы, ну, тоже такая же ситуация была же и в 94 году, когда вот в 95 году, да, вот когда была Так называемая администрация, оппозиция. да, там параллельно построили, ну, когда, помнишь, они называли Хаджиев, там, доктор Завгаев. Завгаев был главой администрации Чеченской Республики. И, кстати, вот там про Ичкерию, да, если почему Ичкерия, мы сегодня говорим Ичкерия. Мгм. Вот тот период, когда Завгаев говорил Чеченская Республика, и Дудаев подписывал документы Чеченская Республика, были немножко непонятки, да, потому что этот говорит, и этот говорит. И Конституция наша, кстати говоря, называется Конституция Чеченской Республики. Там не написано на обложке, что это Конституция Чеченской Республики Ичкерия. Мгм. Хотя законом принято вот это название, потом указом президента и так далее, позже. Но вот как оно в обиход вошло из-за того, чтобы вот, разграничить, да, Чеченская Республика прорусская и Чеченская Республика Ичкерия, которая свободная. И сегодня вот слово Чеченская Республика Ичкерия настолько важно, да, для понимания, чтобы определить, если сегодня мы говорим Чеченская Республика, просто подразумеваем сразу та власть оккупационная, да, там Даймох говорим, то же самое, Нохчичуй говорим, то же самое, да, там оно занято. Но когда мы говорим Чеченская Республика Ичкерия, сразу становится ясно, кто есть кто и кто Да. куда идет. И поэтому важно и это тоже Так, знать. Арштинский 095. Аслан, может, Телеграм создадите канал, там было бы безопаснее делиться всей информацией. Арштинский 095. Телеграм-канал является детищем Дурова, Да. который является также одним из создателей, там целая команда работает, ВКонтакте. Это все подконтрольно ФСБ. Поэтому ни донаты.ру, которые здесь можно было бы установить, да, я специально не устанавливаю, хотя меня об этом уже много раз просили, потому что донаты.ру это тоже российская платформа, и все, кто ему присылает донат, он может оставлять информацию тут. Точно так же Telegram. Я не устанавливаю Telegram, ничего, что связано с российскими этими, я не связываюсь, в том числе Mail.ru. Даже когда приходит мне письмо Mail.ru, я даже не открываю, там, что мне присылают. Поэтому это небезопасно. Никогда не пользуйтесь ни телеграм-каналом, никогда не пользуйтесь донатами.ру. Так, ассаламу алейкум. При возврате Ичкерии город Грозный, Хельджо, говорит, Грозный будет переименован в город Джахар, как это сделали после Первой войны. Ва алейкум салам. Можно я отвечу, Усе? Конечно, да. Город Джахар не переименован в город Грозный. Он с 97-го года является городом Джахар. И можно его называть там, придут там китайцы и назовут его каком-нибудь Хуанхэ или еще как-то, это ничего не меняет. В 97-м нашим парламентом был принят закон об изменении города, переименовании города на Джахар. До сегодняшнего дня, с того момента, как он является городом Джахар. И все улицы будут тоже возвращены. Да, все названия просто будут, таблички будут убраны, все, повешены, да, какие должны быть. Все законы, и акты, и приказы, и Да. рассказы, и распоряжения, все, что было при оккупационной администрации, Не имеет действительно. никакую юридическую силу. Да, в том числе подписание договора границы Ингушетии, то же самое, Чечни, да. ничего не Ничего, является не имеет юридической силы. Так, я чуть-чуть перелистаю, друзья. Если вы хотите, отправляйте вопрос через суперчат, чтобы я увидел. Так, много вопросов. Так, мне сказали тебя не торопить, ты не устал? Да, нет. Мы уже почти час 40, Ну, если минут 37. люди не устали, то... Ну, 420 пока держатся. Да, да. 9 человек куда-то ушли, но они сейчас вернутся. Так. Мне 17, возраст это всего лишь цифра, я не тупой, говорит кто-то. Это хорошо, в 17 это уже взрослый возраст. Хусейн, расскажите о своих детях, сколько их и чем занимается? Пенек московский. Личное, может, как считаешь? Дети, у меня 6... Цветы жизни. Да, 6 детей, да, хотя у чеченцев это не принято там о детях говорить, да. 6 девочек, 2 учатся в университете, 2 гимназии заканчивают,
одна еще тоже гимназия заканчивает, но не заканчивает еще где-то на небольших, как бы в 8 классе только, 8 класс заканчивает как бы в гимназии. То есть вот так вот, в принципе, учатся Учатся, это на хорошо. благо Родины. Да, Алла. Аслан, у тебя нет ответа на вопрос. Аслан, кто определяет, достоин или нет получения паспорта? Майк Смит. Но достоин или нет, мы будем определять. Как? Вот мы будем определять, Представители власти. Да, опросами, ну как это везде есть, например, ты получаешь здесь паспорт, тебя же тоже проверяют, да, кто ты. Тебе же не дадут, кто приехал в Германию, каждому на тебе паспорт же не дают, ты должен себя проявить каким-то образом, зарекомендовать или как-то что-то такое должно произойти. А в нашем обществе тем более это должно. Мы должны избежать, вот, чтобы дискредитировали, попытаться сохранить что-то ценное, да, это атрибуты государства. Мы обязаны это делать. Мы не можем просто из-за того, что там чеченец, просто так давать паспорта. Хотя в нашем закон, если мирное время, да, любой чеченец, который живет в любом уголке земного шара, является гражданином Чеченской республики Ичкерия, ну, Чеченской республики. Ну, сейчас как время Не военное, самое простое. ну, мало что простое, непростое, да. В 1999 году Масхадовым подписан указ о введении военного положения. Мы сейчас находимся в состоянии, Мы живем по сейчас, этому закону. Да, мы сейчас находимся в состоянии войны с Российской Федерацией. До окончания Пока войны. не подпишем договор о мире. Да, вот это состояние по закону вот, называется вот так вот именно. Все, понял. Андрей Александрович меня спрашивает, скажите, пожалуйста, как адвокат, вы бы взялись защищать русского скинхеда, если бы он обратился бы к вам за помощью? Андрей Александрович, как адвокат я в принципе обязан защищать всех, без исключения. И я не должен различать. Ну, конечно, есть адвокатская этика, смотря что сделал. У меня были, я защищал не скинхеда, но ко мне обращались люди, которые намного хуже, чем скинхед преступления совершали по отношению там, к своим членам семьи, допустим. И был тяжелый выбор, короче, слава богу, мне не пришлось защищать. Но когда появляется ситуация, я как адвокат обязан. Но у меня также есть право и отказаться. Все зависит от того, насколько вот, ну, нет больше адвоката, и все, ему необходимо, я как юрист понимаю, что любому человеку нужна защита. И если же никого не окажется, никому, и я вот как адвокат, который ну, уже отчислен из Московской коллегии адвокатов, буду обязан просто это сделать, так как я придерживаюсь адвокатской этики. Ну, может быть, это даже будет мне неприятно. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, перелистаем. Так, много вопросов пропустил. Хусейн, инженер-конструктор. Хусейн, хозяйка твоя делает передачи по национальным блюдам. Уже все, понебратство пошло, все уже начали личные вещи спрашивать. Это тоже делает, и она вообще-то не хотела это делать, я ее просто заставил, потому что ну, мы не должны здесь быть каким-то быдлом, да, мы должны показать, что мы умеем все. Конечно. Да, мы должны начинать со своей семьи. Я не могу требовать от людей что-то делать, да, когда я свою семью буду прятать там, и они будут где-то спрятаны, закутаны и так далее. Я людям говорю, давайте выходите на митинг или что-то делайте. Вот моя семья, например, мои дети вообще выросли на этой демонстрации. Вот самая маленькая, я еще, наверное, года 2 было, с 2 лет она уже на демонстрации с плакатом. И там все дети прошли, и все время и рядом это моя, вот эта половинка, все время на любом митинге, если вы можете посмотреть в интернете. То есть я понимаю, на что я иду, я не из-за того, что там как бы, но я понимаю, что вот женщины, я понимаю, что люди не хотят своих показывать там, и так далее. Но когда и другое, да, в Вене, когда мы проводим демонстрации, я всегда призываю к тому, чтобы люди приводили своих жен.
Не надо прятать жен. Когда приходят одни мужчины на митинг, да, и, как правило, там заросшие, если неопрятные, создается нехорошая картина, да, для тех, кто хочет тебе помочь или там Да, да. смотрит, да, одни мужики заросшие, там какие-то с угрюмыми лицами, с плакатами стоят, и вот не поймешь, чего им надо. Но когда эту толпу, как бы, этих людей разбавляет женщины с детьми, да, там совсем другая ситуация. Поэтому это тоже своего рода политика, да, туда женщин привлекать. И еще одна польза от этого. Дети знакомятся с детьми там, да. Женщины знакомятся с женщинами, они становятся подругами, дети становятся друзьями. То есть это вся эта польза, даже от простого митинга можно получить пользу при желании. Да. Вот я на таком принципе их Все правильно. популяризирую. Есть Бог. Дэдпул. Ассаламу алейкум. Хусейн Асан. Очень хочется увидеть свободную Ичкерию и деоккупацию Чечни. Как думаете, мы близки к цели? Близки. Да, близки, потому что вот я вам скажу, Как никогда близки. когда первую войну, да, русско-чеченскую войну, ну кто был на войне, знает, каково ждать победы, когда тебя загнали в угол, и когда уже свои даже, помните, песня была «Махкан сонов был кенти бош», уже такие песни, что в принципе некуда было из села, там куда-то пытались выжить из села, ну такой период был тяжелый. Да, да. И пока мы обратно не взяли город Грозный. Вот то время тоже многие разочаровались, надо сказать, и не, очень мало людей верили в победу, да, в Первую войну, Да. потому что вся территория была Оккупированы. оккупирована, наших практически войск там нигде не было видно, мы занимали какие-то территории практически только ночью, да, днем русские там контролировали, ночью мы контролировали. И вот эта вера людей, узкого круга людей, которые не погибла тогда, она дала возможность победить нам, в принципе, да. И сегодня эта вера есть еще больше. Сегодня нам не надо воевать. Вот я хочу просто еще раз к этому вернуться. Да. Сегодня такая ситуация, когда чеченцам уже больше не надо воевать. Все же мы навоевались. Сегодня мы политическими рычагами, да, языком, там, головой, мы можем уже все сделать. У нас все права есть на эту землю, все законодательные. Фундамент есть, заложен, вот, людьми заложен. Железобетонный фундамент. Да, просто надо вернуть то, что тебе принадлежит. Да. По праву, и все. И больше ничего не надо. Вся эта база есть. И никто не может отрицать, что было государство Чеченская Республика Ичкерия, потому что две войны, которые эта страна вела против захватчиков, в одной из которых победила даже, это уже дает нам полное право требовать у любого мирового сообщества признания наших прав на эту республику. Да, совершенно. Плюс против нас совершены жесточайшие, тягчайшие преступления, геноцид, военные преступления, которые для нас являются тоже оружием, которым мы можем, этим оружием, кто-то может недооценивает это, но если мы соберемся и будем, вот Саид Амин Ибрагимов ведет эту борьбу, мы объединимся и все, выложимся, то 100% время работает на нас. Конъюнктура, ситуация в мире изменилась кардинально. Путин не рукопожатен и никогда уже им не станет. Все, закон, как бы он ни пробовал, что бы он ни делал, он никогда больше не станет рукопожатным. Пока он не освободит Украину, Крым, он это не может сделать. Те преступления, которые мы сделали, мы должны донести, чтобы как этот же Крым и вот наши вот эти военные преступления стали на таком же уровне для вот этого западного международного сообщества, чтобы они тоже сказали, вот за эти преступления надо отвечать. Это наша задача. Но здесь важно еще подчеркнуть, да, что если не будет у нас правительства, да, то нет государства. Нет государства. Мы это должны понимать. Здесь разговор не идет о Закаеве лично, да, разговор не идет обо мне там, или о каком-то другом чиновнике или депутате. Речь идет о правительстве, без которого не функционирует ни одно государство. Его нет просто. Есть атрибуты государства, там флаг, гимн, конституция и так далее. Есть правительство, которое это государство, ну, как бы регулирует им, да. Поэтому здесь это должно понимание, у нас когда будет понимание, что у нас есть страна, что у этой страны должно быть правительство, и что правительство можно менять, там кого-то куда-то,
То есть, ну, оно должно быть, да? Конечно. Тогда у нас будет успех, потому что сегодня любое решение, которое не принято правительством, оно не может считаться законом. Также, если, например, правительство не подпишет договор о мире, да, кто-то должен быть Кто-то же уполномоченный должен человек, ставить, который да. должен поставить подпись. То есть без этого не бывает ничего. От того, что я захотел или ты захотел, или другое, не получается же на бытовом уровне. Никто не Совершенно. будет с нами разговаривать. Это, Хусейн, это определено международным правом. Да. Для того, чтобы существовало государство, в международном праве есть 4 условия. Это народ, территория, где этот народ проживает, да, это у нас имеется. Независимое, самое главное, Да. независимое правительство и возможность устанавливать международные взаимоотношения этого правительства. Соответственно, когда мы говорим, у нас нет правительства, потому что нам не нравится Закаев, не нравится, там Хусейн Исханов не нравится, еще кто-то, мы сами себе просто стреляем в ногу. Да. Мы, ну, может нам, например, Дональд Трамп может не нравиться 50% американцам. И даже подозревать его в измене и там, других там нехороших преступлениях. Но при всем при этом они не могут сказать, он наш не президент, а ну пошел отсюда, потому что есть процедура. Как только они выгонят своего президента и не признают его, значит у них нет государства. Тем более находясь в оккупации. У меня был вот один такой пример для этого, может быть, он подходит, наверное. Мы как-то сидели вот в мечети, Тезет, кто-то умер там, и мы, ну, мужики сели там, Тезет, Аюч. Ну, человек 12, да, сидим, и скучно же. И кто-то завел тему масхадов, да, там вот такой был, секой, там Кусама, прочие дела, там кто-то, ну, наговаривает, то, что человека уже нету, да, и все равно вот начинает его ковырять. Вот я сижу весь такой вот, закипел уже, не знаю, как перебороть. И думаю, если сейчас нагрубить, да, то у людей я нахожусь, не могу никак грубо ничего сказать. Я думаю, ладно, я сейчас сделаю по-другому. И этих людей, они не подозревают, о чем я с ними говорю. Я говорю, вот у меня пару вопросов к вам, ко всем. Вот сколько лет вы живете в Австрии? Один там 10 лет, другой 7, 8 лет и так далее. И я говорю, вот у меня второй вопрос. Вот кто здесь президент в Австрии? Президент, имя кто знает? Один человек всего сказал, кто президент. Потом я говорю, ну здесь такая республика, там, кто канцлер. Вообще никто не знает. Фамилии спрашиваю, не знают. Я говорю, ну хорошо, вот это президент, которого вы здесь знаете, жена у него, дети есть? Никто не знает. Я говорю, ну вообще, я не знаю, как вам не стыдно, говорю, живете 10 лет в стране, да, и вы не знаете, как зовут президента, есть ли у него жена, чем она занимается, что они там едят. Вон этого нашего погибшего президента, вы тело ковыряете со всех сторон, пытаетесь там в карманы заглядывать ему, да. То есть это же стыдно, как так можно? То есть здесь вот такие вещи, да, когда мы сами свое не ценим, понимаем, что живя в этой стране, да, никто же не интересуется, чем Меркель там питается, например, в Германии, да, или там у нас кто что ест и где они спят. Абсолютно не интересует, потому что это механизм налажен здесь, все это функционирует правильно. У нас же вот Закаев такой, Закаев. Да, про Дудаева, про Москву, про всех говорили. Нельзя, надо научиться уважать власть просто. Если она не преступная власть, да, то можно терпеть как-то до следующего выбора. Пока не изменил, да. предательства явного нет. Его преступления ширю. Бюджетов нет воровать, там, миллионов, там, бюджет миллиардов, бюджетов нет. Тут в Европе, name фамилия, тут в Европе много кадыровских собак женского рода, даже молодежь разгуливает футболка Ахмат. Сначала тут надо разобраться, что с этими собаками женского рода делать. Ну, я вам скажу, если мы не будем работать, да, если мы не будем этих людей призывать к порядку, то их еще больше будет. Эти собаки, да, их уже размножают. Собаки, как правило, имеют такую тенденцию очень быстро размножаться. Особенно безродные. Особенно безродные, дворняжки. Поэтому, если мы будем носить свою символику и будем этим детям давать, потому что, знаете, носят почему? Потому что даже молодые не знают, какая символика. Дети не знают. В школе, например, кто учится, родители. Вот я знаю случаи, когда делают реферат в школе,
И рассказывают, там, Кадыров, там, это, вот, первый президент. Да, там, даже закладывают. да, они, когда ты говоришь вот эту сторону, да, кто такой Жахар Дудаев, не знаю. Вот я расскажу еще такой дополнительный случай, когда я 3 года посещал одну тюрьму в Австрии, где сидят наши вот эти молодежь, хулигане там разные. Сидят, я их там немножко лечил, пытался их образумить и так далее. И это было позапрошлом году, на 23 февраля, не, в прошлом году, на 23 февраля, перед 23 февраля. Вот я у них спрашиваю, 11 человек, представляете, 17 лет и до 21. 11 человек. И я спрашиваю, ну, Энти, Цахатар, да, 23, что для вас обозначает 23 февраля? Ничего не знаю. Я говорю, ну, это день депортации чеченцев, 44-й, что-нибудь говорит вам? Ничего не говорит. Я говорю, ну, там вот 50%, более 50% погибло, вот высылки, холод, голод, слышали? Не слышали. Я говорю, ну, ладно, может быть, там, в силу чего-то такого информации вы не получили, но, может быть, вы же знаете, что 2 войны было? Да, знаем. Из-за чего война началась? Спрашиваю. И все молчат. Один, самый старший, 21 год, он говорит, вот, ну, я слышал, ваши вот, Чечен Хазабах, я слышал, что русские прислали к нам одного адмирала, да, и в Чечне была нефть и оружие, потом русские этому адмиралу сказали, чтобы он отдал эту нефть и оружие, он не отдал, и началась война. То есть это не... Дудаева, типа, есть это, русская да, пропаганда. Это пропаганда одно дело, да, и наша недопропаганда это тоже, да, то, что мы не говорим этим детям. Мы виноваты, наше поколение виновато, что мы не передали знания Да. дальше. Отцы. И потом интересно, я оттуда вышел, да, и такой расстроенный, ну я им рассказал, конечно, вышел и еду домой. И вот в Вене на Вестбанхоф, там есть центральная вот эта станция железнодорожная. Я выхожу, и там, смотрю, тоже кучка чеченцев стоит, пацанов. Я подхожу к ним и спрашиваю у них те же вопросы. Тоже 0. Потом уже как эксперимент начал, там, кого встречу на улице, пацанов, и спрашиваю у них, вот что ты знаешь? Ничего не знают. Понимаешь, это настолько страшно, да, когда вот вчерашний день, когда твой отец, брат, сын, там, не знаю, мать, родственник какой-то погибли в этой войне, да, и ты про это ничего не знаешь. Эти вещи нам надо. Сегодня вот всем, кто Да, нас это слушает, да, нам надо не только на русском языке рассказывать, нам надо вот именно вот эти деньги, там что-то такое, чтобы эти вещи переводить на немецкий, на французский, на английский. И давать нашим детям читать на языке, на котором они могут усвоить. Потому что русского языка и чеченского, тем более, они не читать не умеют на нем, не писать не умеют на нем, еле-еле говорят. Поэтому мы эти вещи тоже должны учитывать. Да, не Бог. Это наше упущение. Упущение. Родители. Да. Так. Ну, родители, как правило, Они думают, так они обезопасивают их от политики. Нет, если просто должна этим заниматься школа, да, у нас нету школ. Да, Воскресные, субботние, нет, хотя бы организовывать в городах, где живут, какие-то культурные центры или Вот, не какие-то хотят школы. своих детей пускать туда. Ну, Где, да. Здесь, например, хотят сделать там культурный центр, где будут изучать ислам, там чеченский язык. Я говорю, под каким флагом Да, будут? да. Мне говорят, никакого Самое флага главное. не будет. А тогда нечего там делать. Тогда я говорю, тогда российский никакого не будет. Я говорю, тогда я не пойду туда. Правильно, и не надо в такие ходить. Так, Орсу, Аслан, может все-таки ответите на мой вопрос? Вы же, если хотите, чтобы отвечал, суперчат, ребят, я всегда его увижу. Вы же понимаете, чтобы не было обид, потому что я перелистываю и не всегда вижу ваш вопрос, поэтому не обижайтесь. Вы же понимаете, что Запад поможет нам только если мы отречемся от религии. Да Ты нет, это понимаешь? нет, Да и то не для того, чтобы нам помочь, а России навредить. Здесь, ну, религия, да, вот надо религию просто правильно понимать. Религия, вот это мусульманин, это не обозначает, что ты там на лбу написал, да, что ты мусульманин, там щит и меч, там какие-то атрибуты навесил на себя. Да. Ислам это не это есть ислам. Ислам это доброта, ислам Это это вера порядочность.
Это твое внутреннее, ты носитель ислама, да, как ты его на улице покажешь, Отречься нам скажут они? никогда не скажут отречься, потому что это одна из признанных религий, как можно пить? У них в Конституции, в законе Везде. указано, что все, кто бегут из арабских стран, из той же самой свободной республики Чечни, бегут, сюда приезжают, носят вот такие бороды, подкатывают штаны, как угодно ходят, и никто их не трогает. Как они могут на нашей земле запретить нам нашу религию? Не могут, мы все... Более того, ни один из нас, ни Хусейн, ни я, никто никогда в своей жизни, не надо, никогда в своей жизни не подпишемся под то, чтобы ради каких-то благ отказаться от своей религии. Мы такие же мусульмане. Я лично не просто верю в Хусейн, я абсолютно убежден, что есть Бог. И когда такие люди мне говорят, ты больше... Ты, может, еврей, за то, что я сказал, что мы с грозненскими евреями жили хорошо. Ты вообще не мусульманин, за то, что я там сказал, что надо религию отделить от государства, построить государство. Конечно. Это сложная, трудная очень сложно. задача, подготовить людей и так далее. И мне начали говорить, какой-то неизвестный аноним мне говорит, что я не мусульманин только из-за того, что я сказал, что надо поэтапно к чему-то прийти. Человеку, который убежден, что я иду, мне это задевает. Как правило, знаешь, это говорят люди, далекие сами от религии, которые не знают, что такое Коран, что в Коране написано, которые там... Не умеют, арабский не знают. Абсолютно, даже на русском не умеют читать, не то, что там арабский. Здесь элементарные вещи, да, и все думают, что из Корана можно взять, из нее сделать конституцию, да, как многие мне тоже говорят. У нас вот Конституция это Коран там и Сунна пророка, да, и все. А так, а сами, если ты, например, Сунна пророка, что такое Сунна пророка, да, когда ты не спрашиваешь, они не могут объяснить тебе, что вот шариат, там все хотят же шариат, да, вот ты говоришь, что такое шариат, вот объясни мне, да, что такое шариат, и все. Это один мне, как говорил, это когда голову отрубать. Это же не шариат, это же... Этих шариатов, разновидностей. Это уголовное наказание. Если ты нормальный гражданин, да, если ты живешь в Европе, здесь европейское право, то тебе ни один полицейский ничего не скажет до тех пор, пока ты не совершишь преступление. Да? До этого ты нормальный гражданин. Точно так же и мусульманская страна. Если ты не совершаешь преступление, этот шариат к тебе не приходит. Да, конечно. Ты носитель вот этого... Если ты порядочный человек, ты никогда сам не будешь нарушать никаких законов, какие бы они ни были. Здесь эти вещи понимать надо. А не то, что если мы на улице напишем, это улица шариатская, и там все будут правильно жить, что ли? Это же Конечно. нонсенс. Так, далее. Сейчас я опять перелистываю, так что еще раз предупреждаю, кто хочет сильно задать вопрос, задавайте его так. Так. Старик Хатангч, наверное, так это читается. Аслан, мало кто нынче представляет становление государства. Для них стойло раба удобно, закон высокий и мало что видно. Да? Так, Эдуард Мамедов, США в Конституции записано, любой человек может исповедовать любую веру. Нашей тоже. Здесь надо опять, если вот интересный момент, да, вот с нашей, да, вот, когда некоторые чеченцы предполагают, что мы вот приобретем независимость, и там построим государство, и не предполагают почему-то, что туда, как мы сюда приехали, могут, например, немцы приехать и жить там, да, католики, да, или там какие-то протестанты, или там какие-то другие носители религии, и могут и у нас жить точно так же, как мы живем у них, получая все блага, да, которые они для себя тут создали, и делятся они с нами. Вот, когда мы построим государство, оно должно быть точно таким же для всех. И не имеет значения, какой веры человек, конечно. какой кожи. Это у нас в Конституции прописано. Это я просто, когда часто слышу эти дела, вот у нас там будет это, все. Так не должно быть. Орцу Орсо говорит, я не критикую, просто хочу узнать мнение. Нет, Орцу Орсо, мы говорили, никто от нашей религии нас отказываться не просит, но здесь есть в мире, есть международное право, мы хотим стать государством. Для того, чтобы стать государством, нам нужно войти не в христианские, иудейские институты, а в международные институты, куда входят те же Саудовская Аравия, Афганистан, Ирак и другие, которые имеют ООН, да, в Вашингтоне есть
представительство ООН, Организации Объединенных Наций, куда входят все члены государства. Также есть и непризнанные государства. Вот нам нужно получить это место в ООН, нам нужно войти во все институты международные, чтобы быть застрахованным в первую очередь от повторения геноцида, который над нами повторился. Как сейчас, видите, с Украиной получилось. Напали, плохо, тяжело как-то, но все равно открыто помогли оружием, выступили, защитили, деньгами помогли. Точно так же нам нужна международная защита на будущее наших потомков и привлечение к ответственности вот за то уже, что с нами сделали. Это не меньше важно, чем даже получить вот новую защиту. То, что над нами сделали. Вот для чего нам нужно. И мы должны это понимать. Собусалбар, и все, я только вижу мечеть, и я больше ничего не вижу. Это просто, можно сказать, только или враг, или идиот. Да. Цакиет человек. Я, например, знаю, что можно в суде добиться каких-то результатов. Вот, да, я имею такой опыт работы. И мне человек говорит, могуцу суды, не иди в этот суд, это кафирские штучки. Я говорю, я могу Ты год... сам пришел, сдался здесь. я могу год скостить, я могу 2 помочь, да, освободить полностью могу добиться этого. Но он говорит, ничего не делай. Куда здесь, да, где? Щенца олцой. Когда другому это надо, он говорит, да, здесь. А сам бежит. Да. А за себя очень сильно припрягаются. Так. Ройтер Румберт, Аслан, твой онлайн с русскими ватниками приносит пользу. Не бросай это дело. Надо их разбудить. Твой ущай кюкшцец халак байт без. Ой, страшно, цая ядерный держав гум эл в открытую. Да, будем продавать чат рулетки, но физически не успеваем. Дел рейсуль Аслан Ешер. Масян Хуль, Дудаев, Гуард, Николас Кейдж и Шон Коннери говорят за Чечню. Это мы с тобой. Да, цершелка, тех хорем. Сумцова, ушумца там. Шон Коннери, убо. Кстати, что-то есть. Так, в Украине есть... Мы не хуже. Пусть они нами будут лучше. Да, но они известные, мы с тобой только набираем, такую же известность. Так, вопросы. Томсон молодец, так, проехал. Саудии не принимают, сразу же выкидывают, говорит, беженцев. Ну, любой арабской стране, любой мусульманской стране, я еще ни одну страну не знаю, где принимали бы мусульманских беженцев. Да. Причем, что они не бедно живут еще. Да, богаче, чем некоторые европейские страны, и при всем при этом. Так, славный Адык, Хусейн, у меня вопрос, какая судьба на сегодняшний день у детей Джохара Дудаева? Ну, жена Джохара Дудаева, вдова Алла Дудаева, живет, насколько я знаю, в Швеции, там некоторые дети живут с ней. Старший сын, я не знаю точно, где он живет, он раньше жил в Литве. Ну, живут нормально, как и все. В принципе, политикой дети не занимаются, насколько мне известно. Так, потихоньку. Так, модеры устали, говорят. Держитесь, модеры. Если Хусейн не устал, который сейчас много на вопросы отвечает, вы тем более. Эдуард Мамедов, Аслан, я восхищаюсь вашим терпением. Спасибо вам, вы очень правильно объясняете. Спасибо. Аслан, отпуск оплачиваемый, Юй говорит, модератор. Никаких денег, все на энтузиазме, чистом, голом энтузиазме. Вот как Николин, помните, там, после работы домой пойдете больше. Да, вам можно будет выключить телефон, короче. Ваша заслуга будет это. Дедпул. Аслан, в Европе есть люди, которые говорят всем, что тут жить харам, а сами вцепились в Европу коренными зубами и уехать даже не подумают. Да, это лицемеры, я вам скажу. Это точно лицемерство с чистой воды. Карл Горвальд, Хусейн и Аслан, на оккупационных сайтах России есть так называемый перечень террористов и экстремистов действующий. Там свыше 8 тысяч фамилий. Ваше мнение об этом? Ну, Россия, как мы знаем, например, обвиняет всех. И мало что обвиняет всех, да, они в Интерпол закидывают довольно часто и довольно много людей, которые они там
фальсифицирует какие-то дела и использует членство Интерполе Как инструмент преследования да, как и политических другие, во противников. всех других организациях, в которых Россия находится, они используют ну, чисто по-русски, да, там Не по гадят, там, назначению, не а по как назначению. хотят. Да, и поэтому здесь тоже вот эти вещи, да, есть, например, мы могли бы при желании, если есть люди, которые готовы помогать, готовы, знают языки. Например, есть случай, да, когда из Австрии был один задержан в Швеции, один парень через Интерпол был задержан, и мы обращались, есть в Лондоне одна организация, которая занимается Интерполом, сотрудничает с Интерполом, и можно даже добиваться того, чтобы, например, если человек знает, что он находится в Интерполе, чтобы его даже сняли из списка Интерпола. Есть и такая ситуация. Просто мы многих вещей сами не хотим знать и думаем, что это очень сложно. Нужны люди, которые умеют английский, знают там какой-то язык, в основном английский, написать какие-то документы. И есть адреса, имейлы, куда надо это писать. И есть люди, с которыми можно как бы сотрудничать, да, наладить какой-то контакт. Но просто нету людей, кто хочет это делать. Да, да. Самих нас нету, все есть, кроме нас. Поэтому мы должны быть сами заинтересованы в том, чтобы сами себя спасти и спасти тех людей, которых преследуют тоже. Это тоже в наших силах. Так. Войнах Про говорит. Ассаламу алейкум, ежели соцхаджим тявисан. Мэтсон. Алейкум, да, ты на 2 часа 10 минут опоздал. А так можно будет пересмотреть, я думаю. Сегодня очень хороший получился эфир. Хусейн очень хорошо, интересно отвечал на вопросы, поэтому можно будет посмотреть. Так, Чинхо Сардал. Аслан, есть женщины, так и мужчины, которые выезжают в Евросоюз и вычисляют наших граждан. Почему приехали, что говорили на интервью и так далее. Дайте совет нашим гражданам, пусть держат всех, кого не знают, на дистанции. Ну так тоже. Ты уже дал совет, Да, чему так тоже нельзя, да, так тоже нельзя. Мы все-таки мы один народ, да, мы должны стремиться немножко доверять друг другу. Нельзя каждого человека сразу подозревать в чем-то плохом. Можно разбираться там. Не все тут шпионы, не все из дома приезжают шпионы тоже. Есть люди, да, которые занимаются этим делом, и мы их в основном-то и знаем. Да, кто стучит, Не всегда, знаем, да, не но всегда, большая но в часть. основном, да. Да. И кто рядом с ними ошивается, тоже понятно, что это где-то тоже рядом. Поэтому, спрашивать по каким там делам и так далее, это можно из чистого любопытства тоже, как ты сдался, как я сдался. Вот я, например, рассказываю всегда, что я говорил, когда я сдавался, я все рассказывал, кем я был, что я на войне был, в главном штабе был, потом депутатом парламента. То есть это мне не навредило абсолютно никак. Я везде и на сегодняшний день тоже в любом месте я всегда подчеркиваю, что я являюсь депутатом парламента Чеченской Республики Ичкерия, да, действующим причем, потому что до следующего выбора все равно это хочу я или не хочу, вот это на моей шее, короче говоря, осталось. И поэтому здесь нужно как-то находить язык, нужно не бояться, в принципе, вот если себя уходить, да, то можно вообще без никого остаться. Поэтому я думаю, что не стоит так остро воспринимать. Тем более здесь, я еще раз подчеркиваю, нечего прятать, мы никого ничего не украли. Мы люди, которые вынуждены были выехать за пределы. Кто там воевал или помогал, то же самое. Они совершили героический поступок своими действиями. Да. То есть здесь вот так надо рассматривать. Тогда будете так смотреть, легче переживать тогда. Так. Гульмира Фишер. Америка валит Кадырова уже 3 месяца. Я думаю, чуть-чуть подольше уже. Да. Да. Просто мы узнали, что уже официально санкции наложили уже потом. Кадыров узнал об этом раньше, а занялись с ним еще раньше, когда готовили уже все это дело. Ну, здесь, если, например, вот кто, может быть, нового поколения, люди, которые не знали, как развалился Советский Союз, да, есть хороший пример, как Америка разваливает огромное государство.
На тот период тоже такое мощное государство, Советский Союз, в одночасье стал, как шагреневая кожа, да, стал в нынешних границах, да, укокожился. Поэтому здесь ничего такого нету. Ну, если Советский Союз не могли растоптать, то что им оккупационная власть или там нынешняя Россия? Это время просто. Мы хотим быстро, потому что человеческая жизнь не такая длинная. А в историческом плане, да, это год, два, там, 10 лет, 20 лет, это вообще не время Да. для истории. И самое главное, что сейчас сложилась такая уникальная ситуация, когда мы, имея на руках и фундамент, заложенный нашими предшественниками, имея огромную доказательную базу, которую, опять же, они же собрали это все, накопили, от их первые наши отцы, основатели нашего государства, и имея доказательную базу преступлений, тягчайших преступлений, сейчас сложилась такая уникальная ситуация, когда когда весь мир против Путина, он не рукопожатен и никогда им уже не станет, мы можем добиваться своего. Я не понимаю, чего мы ждем. Да. Это не так опасно, да, могут кого-то там убить, могут кого-то, может еще что-то, но мы десятками, сотнями тысяч погибли уже. И одна жизнь там моя, я считаю, что она ничего не стоит ради такой высокой цели. Да, конечно. Я абсолютно, уже видео здесь есть, то, что я наговорил, это уже останется. Уже они ничего не могут с этим сделать. А если еще мне недельку пожить и месяц, я еще наговорю. Вот с такой целью, вот как будто в последний раз надо выкладываться. И все будет у нас. Да, чем нас будет больше, да, тем мы будем менее доступны. Конечно, сегодня можно и у Хусейна родственников дома там запытать, моих можно. А если нас будет не двое здесь, а 20, 200, 2000 сидеть, все. Ну нельзя у 2000 всех родственников, потому что все 2000, те же блогеров, журналистов, юристов, значит, поднимут такую волну. А нас здесь, 300 тысяч. Да. У нас вот что у меня видно. Когда они поймут эти, вот как снежный ком это начнется накручиваться, и тогда вот ты увидишь, такие самородки будут появляться. Вот, да, как было. Очень талантливый народ. Да. Есть, и все появятся. Я в вас верю, Новчи. И, например, 96-й год, августа, вот это знаменитая операция, в которой было задействовано всего 850 человек, и потом как ком, как ты говоришь, обросло уже. Вы зашли в город Грозный мелкими группами, 850 человек, заняли позиции, и потом уже люди, которые там жили в городе Грозном, потихоньку начали подтягиваться. И итоги победили, заставили российскую армию. Даже были случаи, когда эти почтальники есть, на флаге белые, реальный факт, они поднимали, потому что по этим видео везде видно, там, как они помощь просили и так далее. То есть они были обложены, причем вот любая комендатура или какая-то воинская часть контролировал всего 4-5 нашими воинами, которых они не могли разбомбить с воздуха, да, потому что не могли попасть на них никак. Да. И наши держали вот эти воинские части, которые потом сдались практически. Так, Суна Дахтиш Бо и паспорт Чинхо Сардалов. Модератор. Да, это мы тебе обещаем. Гарантируем. Ты заслужил. Так, Карл Горвальд. Есть он мне, потом ему дай мой телефон. Ты его знаешь. Тогда пусть на мой WhatsApp скинет свои фотографии, там перепишется со мной. Все сделаем. Карл Горвальд. Если наладить в Европе производство госсимволики Ичкерии, принесет неплохие деньги в бюджет правительства Ичкерии в изгнании. Карл Горвальд, здесь делать это дороже очень в Европе. Да. Это лучше доказывать. eBay в Украине, с Китая привозят, партиями просто заказывать и потом распространять. В Украине тоже это не дешево. Я узнавал, например, флаг Ичкерии, оттуда если заказывать, стоит 11 евро. Это очень дорого. По-моему, дешевле вы делаете, на eBay дешевле, мне кажется.
Но я займусь этим вопросом, так что это хорошая идея. Надо где-то... Правда, потом меня обвинят, что я тут деньги собираю. Ничего страшного нету, потому что эти деньги никто не собирает. Да, я личной не для наживы. себя, да. Мерседес покупать не собираюсь. Да, абсолютно не нужен. Тут навалом это, на улице Мерседеса никого не удивишь. Нам надо проталкивать дело, надо литературу, надо вот эти всякие политические акции, надо проводить конференции, научные какие-то конференции. Для того, чтобы просто провести даже конференцию, обычную конференцию, Зал если, снять. да, позвать каких-то людей, да, серьезных людей, их надо проезд, во-первых, оплатить, да, гостиницу оплатить, их накормить, и питание. обратно надо билет купить, чтобы они обратно уехали. Зал снять Еще надо. гонорар надо давать этим людям, бесплатно никто не Конечно, делает. большие все требуют деньги. Это если брать, вот, например, про конференцию. Потом, если просто ты, например, что-то там, какую-то акцию проводишь, ту же символику надо Конечно, приобрести. да. Ее расходы нужны всегда. Ну, И каждый ждет, что кто-то за него это будет заниматься. Если не готов выступать открыто, то хотя бы надо как-то помогать. И это не для нас. Ты же карту боев сделать там, да, да? много идей, очень Идей много, очень да. хороших. И идеи потом от вас тоже пойдут, когда что-то начнется. Да, когда будет финансирование, можно привлекать профессионалов, там много есть талантливых людей. Так. И главное, у нас нет времени. Вот у нас совершенно нет времени ждать, да. Конечно. Если мы сегодня это не сделаем, пока вот наше поколение живо, пока те носители информации живы, и пока те люди, с которыми общаются, представляют вот это государство, да, там люди, как Закаев, там такие, люди живы, нам надо успеть что-то делать. Да, Потому полностью. что дальше уже будет все хуже и хуже. Это как бы вчерашний день. Сегодня мы те люди еще, которые несем вот этот флаг и хотим его передать этому новому поколению, отдать, чтобы назначить этих людей на должности, чтобы они дальше несли. Нам вот эти люди сейчас нужны. Так, в России нельзя что-либо заказать, флаг Ичкерии, он же не запрещен, не знаю я. По-моему, его как-то запретили, я вот помню, несколько лет назад флаг Ичкерии запретили для проноса, я помню, на стадионы, как режущие, колющие всякие предметы, и флаг Ичкерии, где-то в газете читал. То есть это оружие, да, оружие, его в России как приравняли к холодному и огнестрельному оружию. То есть мы должны понимать, что ичкерийский флаг это для нас тоже оружие. Конечно. И надо ценить его, и беречь его, и иметь тоже его дома у себя. Так, Карл Горвард говорит, на соискателей паспорта введите налог на правительственные расходы. Ну, там за паспорт какой-то налог. Ну, там есть, там, я вам скажу, там есть паспорт, ну, там Чечен-пресс все это дело написано, паспорт, налог стоит 58 евро с отправкой, по почте там отправляется этот паспорт, кому надо, потом до, по-моему, до 18 лет, кажется, 11 евро всего стоит детям, если брать. Для взрослого, вот, как я говорю, 58 евро. Это небольшие деньги. Ну, это за изготовление, там, это за все, перевод. там, да. За отправку по почте и так далее. Все это вместе стоит. Так, Эдуард Мамедов, у вас есть архивы КГБ от Чечни 90-х годов? Вы не могли бы их опубликовать? Ой, я не знаю, у меня нет, например. Да, у нас нет. Я не думаю, что они на данном этапе сохранились, но они, конечно, где-то сохранились, но никто не готов их сегодня и печатать. Я не знаю, у кого они вообще есть даже. Так, Саня Обнорский. Салам алейкум, Аслан, красава, без грусти. Ва алейкум салам, Саня. Да, из-за футболки с гербом Ичкерию тут парня чуть не убили, говорит. Да, в Чечне это опасно. Ну, здесь есть, как в Европе, как граждане Ичкерии, так же и друзья Ичкерии, которые тоже хотели бы приобрести эти флаги. Флаги, там, разную символику. Я потом все буду показывать, поэтому так вот. Вот если у нас, ну, спорт, вот надо тоже коснуться спорта, да, потому что спорт это вот такая отрасль, где очень быстро можно продвигать опять нашу государственную символику и где-то заявлять, что есть Чеченская республика Ичкерия. Да? Эти спортсмены должны, надо научиться, надо набраться мужества. Если спортсмен
не боится друг друга кулаком в лицо бить, да, то он не должен бояться флаг поднять. Это, я думаю, легче, чем если на ринг вышел, у тебя хватило мужества на ринге просто там такие удары получать, и потом выйти, просто поднять этот флаг и показать, что ты душой со своим народом. Как это, кстати говоря, вот Сайтиев сделал, да, в 96-м, по-моему, году на Олимпиаде. Когда он выиграл первый раз Олимпийские игры, он с этим ичкерийским флагом бегал по стадиону, уже будучи олимпийским чемпионом от России. В то время он был солидарен, сейчас, правда, Сейчас, сдулся, да, правда, да, очень сильно почему-то, сдулся, но не у всех хватает да. терпения. Ну ничего. Но был, к примеру, для того времени, мы не можем от него требовать большего. Если спортсмен, я так всегда говорю, 1,50 м прыгает, ты его 2 метра не заставишь прыгать, потенциала нет. Ну, Он там показал себя, и это хорошо, что он тогда это сделал, это нужно было. И самый тяжелый момент войны, да, он поднял этот, на Олимпийских играх флаг, за это ему спасибо, а дальше уже это уже история будет умалчивать его. Не да. героизм дальше. Ну, я думаю, не героизм тоже будет. Хусейн, мы уже почти 2,5 часа говорим. Да. Надо дать отдохнуть. И нашим зрителям, они не убавляются, 390 стабильно смотрят. Вот я сказал, уже 394 добавилось. Но при всем уважении, вам надо отдыхать. Хусейн у меня гость, ему тоже, он с утра приехал, мы сегодня много плодотворности. Ты можешь вообще, если очень длинное, поделить на 2 части. Да, да, я, наверное, так и сделаю. Завтра Потому я что- разрежу его на 2-3 части, что первая часть, вторая часть, Ну, третья. если есть там еще какие-то интересные вопросы, можем еще там минут 10-15. Ну, я не устал. Если они не устали, Да. я тоже могу. Но они не еще. уходят, видишь, 380 дней, ну чуть-чуть ушли уже. Да, потому что завтра мы не можем, это в следующую пятницу меня здесь не будет в любом случае. Пока есть возможность, можем так пообщаться до другого раза. Да. Можно будет, да, общаться, можно будет сделать как-нибудь стрим, чтобы можно было уже Через, дистанционно, да, да. да. Но я пока не могу это еще настроить. А номер Мухарурер, Бог, Холсам бывалы. Я напишу под описанием, я укажу координаты, по которым можно будет связаться с Хусейном для получения паспорта. Тогда я только твои укажу, Да, да, чтобы, если что, можно было, чтобы, раз ты уже взял, пенек московский. Хусейн, сделайте наставление нам под конец стрима. Ну, наставление, что надо верить в свой народ, в свои силы, в своих лидеров, которых вы считаете людьми достойными, да, надо самим надо быть более активными, что ли, участвовать в своей судьбе, потому что речь идет о нашей судьбе, речь идет Конечно. о судьбе наших детей. Мы не можем сидеть рядом и смотреть, как погибает наш народ, как его унижают, да, как топчут его. Сегодня вы же видите, что происходит дома, вот по этим даже людям, которые живут в Чечне, по им высказываниям. Видно, что народ настолько задавлен, да, что там о свободе слова даже говорить нечего. О какой свободе слова? Просто настолько унижают людей, в общем, какое-то раболепие, да, ввели какую-то азиатчину дома, и вот надо как-то от этого нам избавляться, надо быть гордыми чеченцами, которыми мы всегда были, и поднять голову, открыть лицо и бороться за свое будущее. Вот это я хотел бы предложить всем. Не надо бояться, нам некого бояться. Вон Всевышний есть, которого мы должны бояться, и все. Остальное все и мы, и другие смертные, такие же, как и мы. Да, совершенно верно. Бояться нам нечего. Эдуард Мамедов, вы бы не хотели пообщаться с Александром Сотником? Я в Вильнюсе с ним как-то пообщался, ну, я не против, с удовольствием. Александр Сотник – это один из немногих русских, которых я уважаю, и который считаю вот, ну, молодцом просто. Красавчик. Да, Журналист, мне смелый, тоже нравится, да. бросил Москву, перебрался и продолжает бороться. Респект и уважуха таким людям, как говорят, как говорится. Так. Войнах Про, да, Войнах Про, нам
ли сейчас паспорт цены. Это так пока просто... Ну, его вот как-то использовали в Турции на внутренних рейсах. Но это тоже такое, знаешь, Да, чисто вот как символическое. прокатит, да. Прокатит. Это так, конечно, там написано на последней странице, что он не для поездок. Да, да. Вот он как раз об этом и спрашивал. Да. У меня тоже самое написано. Мгм. Так, надо создать организацию Ичкерии в Германии для создания сплоченности братьев. Есть такая организация. Есть, у меня здесь есть организация, здесь в Германии, за мир и права, международная ассоциация, которая имеет филиал, там, Саид Амин Ибрагимов, руководитель. Я в Германии руководитель. У нас есть счет, PayPal есть, который вы можете присылать счет, кто хочет помогать. На какие нужды вы будете указывать. Там, у нас есть там, для помощи создания там, сайта карты боев, где мы это все будем указывать. Нас сейчас смотрит там 350-360 человек. И как бы при желании мы можем потихоньку собираться, аккумулировать и много-много работы делать, да, и нанимать людей в конце концов, если мы не можем. Ага. Если я не могу сам, да, я могу нанимать людей для переводов, там, ну, много-много нужно делать расходов, нанимать своих людей, поэтому вот такие вот дела. И последний вопрос, наверное, тогда закончим. Да. Эдуард Мамедов спрашивает, возможно ли двойное гражданство? Ну, оно не запрещено, конечно, двойное гражданство. Мы сейчас в таком положении находимся, что даже тройное, наверное, можно иметь, но лишь бы иметь свое ичкерийское гражданство. Это очень важно для нас, для всех. Так, ДРС Хульбох, инженер-конструктор Баркал, ДРС, ответили все на широкий спектр вопросов. Масана Хульдер, ассаламу алейкум, всем спокойной ночи, приятно было отвечать на ваши вопросы. Приятно было общаться, да. Да, все тогда. Адыки.